Все повестки дня, слово товарищу Бугаеву, который зачитал проект постановления. Вот смотрите, какие предложения, замечания. Прошу вопросы позитивные поставить на голосование. Что, может, потому что, так, значит, депутат, значит, проект повестки у вас имеется. Значит, получили. Так, уважаемые товарищи, я хочу предложить в повестку включить последним пунктом пункт разный. И считаю это сделать необходимо, потому что мы не смогли тогда, на прошлой сессии, поднять некоторые вопросы, которые сегодня достаточно актуальны, вот, и дать возможность депутатам путем участия в дебатах по вопросу разных поднять вопросы, которые сегодня интересуют наших избирателей. Это первое. И второе. Перед началом этой сессии нас собрали на заседание комиссии по законодательству и правопорядку и попытались предложить нам обсудить кандидатуру нового председателя Государственного комитета по безопасности. Я считаю, что делать это вот так спонтанно, как минимум, несерьезно. И прошу, поскольку такой вопрос стоит, поскольку мы все решились председателя этого комитета, то вопрос его назначения, обсуждения кандидатур на этот пост тоже включить в повестку дня. Спасибо. Обращаюсь к вам ко всем по четвертому пункту повестки дня, который гласит о порядке отзыва народного депутата Чечено-Ингушской ССР. Дело в том, что этот закон, на мой взгляд, содержит небольшие недостатки. Он, на мой взгляд, слабый и вообще мало обсужден. Это мое мнение. Мало того, этот закон, я считаю, если бы был механизм, должен был приниматься избирателями, которые должны контролировать нашу работу. А так как он не прошел глубокого обсуждения ни у нас, и более того, этот закон должен вынести опубликованным в печати, по-моему, пройти всенародное обсуждение, только после этого его принимать. Я обращаюсь лично ко всем к вам отклонить рассмотрение этого законопроекта на этой сессии и вынести его на всенародное обсуждение. Депутат Усманов, в том, что сегодня мы вообще не обсуждали вопрос о позове депутата, поскольку вообще не обсуждался в комиссии, насколько я знаю, лично я не участвовал, хотя в заседании. Это второе. Мы только что говорили, говорили о состоявшемся съезде чеченского народа. Там принят документ, я думаю, если он уже подготовлен, я хотел бы, чтобы этот документ был доведен до сведений всех международных депутатов. Может быть, речь о пунктах зачитает его нам. Мы будем таким образом хотя бы знакомы. Зачитать постановление о чеченском общенациональном съезде. У нас действительно здесь разные точки зрения по этому вопросу. Для того, чтобы внести ясность, я все-таки хотел бы зачитать. Это надо обязательно сделать, чтобы ясность была. Я вношу предложение утвердить повестку добавлением разных. Добавлением разное. И утвердить потом изложение. Депутаты, на третьей сессии Верховного Совета на прошлой сессии было принято решение не принимать декларацию о суверенитете республики до решения вопроса, то есть до решения Второго съезда России по вопросу восстановления Ингушской автономии, который начинается, мы знаем, сейчас чрезвычайный, а чуть позже будет работать Второй съезд России. Конечно, не совсем понятно было, чем вызвана была сегодняшняя поспешность. Ведь принятие декларации отложили Дагестан, Кабардино-Балкария,
Кабардино-Балкария, ряд автономных республик. Единственная Северная Осетия решила отменить ранее принятую декларацию о вхождении в состав России и поднять статус своей республики до союза. Уже истинно благие намерения для затягивания решения пустого вопроса. Сегодняшняя повестка дня, мы, видимо, немного помогаем им в этом. Конечно, при обсуждении декларации мы будем оговаривать, если, конечно, будет рассматриваться вопрос только в составе России, то, конечно, мы в этом не поможем. Поэтому, если все-таки повестка сегодня принимается, я просил проголосовать за отмену решения предыдущей сессии по данному вопросу. И второе, я просил бы, доктор Круч, как с вами и ранее говорили, в связи с проведением чрезвычайной сессии Верховного Совета СССР, нашего постановления Верховного Совета Чернбургской АСР по осуждению решений данной сессии. Постановление мы не имеем, поэтому сейчас конкретно обсудить повестку дня, голосовать по каждому вопросу повестки дня. По поводу декларации есть предложение сделать поименное голосование. Обсуждается или не обсуждается, принимать или не принимать. И еще одно. Я хотела сейчас заранее об этом сказать, чтобы была возможность у секретариата Верховного Совета подготовиться к этому вопросу. Мне кажется, вопрос, что вы присоединитесь к Черноморской Республике, достаточно важный вопрос, чтобы мы могли осуществить поименное голосование. Если необходимо готовить такой бюллетень, у нас такая заготовка есть, будет большая просьба, пока мы будем обсуждать остальные вопросы, обсуждать сам проект декларации, если он будет повестку дня, чтобы секретариат подготовил бюллетени для поименного голосования. Вы включение в повестку, да? Да, и включение в повестку, и принятие декларации в обязательном порядке. Умар, второй микрофон. Уважаемые депутаты, в связи с тем, что многократное обращение было по домам, строениям, которые были подписаны и учитывая те негативные явления, которые начали появляться в городе Грозном и некоторых населенных пунктах, что люди приходят к жильцам и требуют возврата принадлежавшие им дома, нами на комиссии законодательства законов и правопорядка было внесено проект, который обсуждался и нашим комитетом было принято. Поэтому непонятно, почему в сегодняшней повестке дня этот вопрос отсутствует. Это проект постановления всего на одном листе. Это о приостановлении юридических сделок до решения возврата этих домов законных владельцев. Я просил этот вопрос поставить в порядок. Умар Расманович, а комиссия рассмотрели? Рассмотрели, все члены комиссии единогласно проголосовали. Это было 26 октября. Этот проект внесен. Мы просили включить его в повестку. Там другие комиссии не смотрели? То есть вопрос все правильно, я тоже сторонник того, чтобы рассмотреть. Мы просто приостанавливаем юридические сделки до вопрос, потому что у нас, в общем, зачем нам осложнять ту ситуацию, которую у нас... То есть речь идет о приостановлении юридических сделок, но Ни в коем случае. В проекте у меня есть положение, есть замечание, есть я могу это нести. я записываю сам, сейчас обсудим. Проект у вас есть, да? Есть. Уважаемые товарищи депутаты, на предыдущей сессии у нас был включен вопрос о правомерности оценки концепции добровольного направления. Я хочу доложить очень точно о том, что мы провели большую работу в этой комиссии. И тогда я сомневался, и многие сомневались здесь, присутствующие и за пределами этого зала, почему вопрос выносится и будет рассматриваться, изучаться, потому что все было тогда ясно и доподлинно известно, что эта концепция отвергнута учеными, она не признается общественными, политиками, программами и принимается решение на многотысячных митингах. Мы и сегодня
опоздаем, если этот вопрос не внесен в повестку дня, потому что вчера закончившаяся общенациональная сессия народа приняла решение опять-таки по этому вопросу, и этот вопрос нам был одним из самых таких приевшихся, между прочим. Хотя очевидно, каждый об этом говорит. Считаю, что необходимо этот вопрос включить в повестку дня, принять по этому вопросу специальное решение. Комиссия имеет определенное мнение, недвусмысленное, как и все наши граждане. И, более того, проект этого решения, проект основных предложений были опубликованы с трудом, с величайшим трудом, в газете «Комсомольское время» за 6 августа, за 6 сентября этого года. 6 сентября. Поэтому все в курсе, и депутаты, и граждане. И второй вопрос был там внесен мною в повестку дня о передаче всех документов, связанных с жизнью Абдурахмана Ватаханова, антисталиниста, профессора, в комиссию по законодательству, законности и правопорядку. Однако ни одного документа в эту комиссию не поступило. Я разговаривал с председателем постоянной комиссии товарищем Петренко. Он говорит, что есть какие-то документы, но надо было передать эти документы для ознакомления. Не в отделе, ни в комиссии, никто с ним не знаком. А они слушать будут. Однако, еще другое помню, на той сессии председатель Верховного Совета товарищ Завгаев говорил, что на районных собраниях тоже принимается решение о восстановлении гражданства Абдурахмана Ватаханова. Если мы эти материалы не рассмотрим в чисто законодательном, юридическом плане, то мы опоздаем. Нельзя плести за событиями власти. Нас не поймет народ, а времени очень мало. Первый депутат. По вопросу повестки дня. Здесь пытается, я отчасти поддерживаю депутата Заикова, что нужно отменить предыдущее решение. Мы принимали такое решение, включая повестку дня. Но так как сегодня включен вопрос о декларации о суверенитете нашей республики в повестку дня, нужно его принимать. Это первое. Во-вторых, я считаю излишним сегодня ставить вопрос о поименном голосовании, включать повестку дня или не включать. Однозначно, включенный вопрос нужно голосовать. Это первое. Второе. Мне кажется, по проекту, внесенному Бугаевым, стоило бы посмотреть, так как мы целый день будем заседать, тоже звонил в Москву и давал вот такие контрольные данные. Вот такого человека надо всегда выявлять и показывать и народу, и депутатам. Тогда вот такие вопросы не будут. Письмо подписано 37 депутатами Урус-Мартановского районного совета народных депутатов. Он касается начальника милиции Урус-Мартановского района. Поэтому я прошу внести в повестку дня нашей сессии пункт «Разное». Гирихан, по повестке прошу поддержать депутатов, предложение Караева, предложение Арсенукаева и Ахмадова. И еще, товарищи, сегодня вопросы, поднятые, записанные в повестку дня, очень важны. Поэтому просьба ко всем депутатам поддержать нашу просьбу группы депутатов о полной трансляции, особенно вопроса, касающегося обсуждения и принятия декларации. Спасибо. Если четвертый пункт, закон о порядке отзыва, это закон, на мой взгляд, не подготовлен, достаточно не обсужден. Что касается информации съезда, то определенное недопонимание есть, поскольку в этом плане мы должны обстоятельно поговорить. У меня просьба включить этот вопрос последним пунктом, заслушать информацию. А все остальные вопросы включить пункт «Разное» и утвердить данную повестку. Так, еще есть? Поставить на голосование повестку дня с предложением. Уважаемые товарищи, прежде чем вносить предложение, я хотел бы его аргументировать. Сегодня у нас очень ответственный день. Мы все с вами закладываем фундамент под будущее здания совместной деятельности всех народов нашей республики. Поэтому нет необходимости объяснять, насколько серьезно и тщательно нужно отнестись к строительству этого фундамента.
Вы знаете о том, что ингушский народ на съезде провозгласил необходимость организации своего государства. Вчера закончился съезд чеченского народа, единогласно признана необходимость создания своего государства. Сегодня мы все идем по пути демократии, и каждый народ, пользуясь своим законным правом, провозглашает свое право на свою государственную самостоятельность. В связи с тем, что решение принято совершенно недавно, мы готовились к суверенитету Чечено-Ингушской АСР, с глубоким уважением относясь к мнению народа чеченского о Чеченской республике, я выносил такое предложение. Сегодня вопрос о декларации не рассматривать по следующей причине. Нам нужно делать все юридически правильно и согласованно. Я не вижу ничего страшного, если мы перенесем этот вопрос на неделю, на две. Соберутся представители ингушского, чеченского, других народов и обсудят, прежде всего, представители народов обсудят, как нам дальше действовать совместно. Я не понимаю, чтобы были какие-то причины, не считаю, что есть какие-то причины для того, чтобы действовать врозь. Мы не имели возможности обсудить, что планируется при создании чеченской, как нам решить вместе. Я считаю, вопрос должен стоять так. Что чеченский народ, какая помощь нужна от ингушского народа, и что хочет ингушский народ, какая помощь ему нужна от чеченского народа. Поэтому я предлагаю перенести рассмотрение вопроса до согласования вот всех проблем по декларации. Так, еще раз первый микрофон. Депутат Кемеров, 98. У меня обращение. Обращение к комсомольцам и молодежи Назаровского, Сужинского и Молдавецкого районов 4-й сессии Верховного Совета ЧССР. Повесить у вас предложение? У меня как обращение, я вам передал. По повестке. Мы, комсомольцы и молодежь 3 районов, считаем необходимым воздержаться от принятия декларации о государственном суверенитете республики на 4-й сессии Верховного Совета СССР до рассмотрения справедливого вопроса ингушского народа на 2-м съезде народных депутатов Российской Федерации. Принятие декларации о суверенитете в настоящее время вызовет непонимание у молодежи ингушской национальности большинства жителей наших районов, осложнение в решении ингушской проблемы. Вместе с тем выражаем обеспокоенность нерешительностью, проявленной Верховным Советом ЧССР по восстановлению автономии Ингушетии. Призываем всех народных депутатов, общественные организации, трудящихся республики консолидироваться в решении данного вопроса. Я вам передаю. Народные депутаты. Я сегодня не понимаю, что здесь происходит. Это во-первых. Потому что оргкомитет сегодня выступил очень интересно, значит, сделал выступление товарища Мухаева. Вчера была принята на съезде декларация об образовании Чеченской республики. Я вас прошу не включать в повестку дня, значит, о ложной информации перед центральным, значит, прессом. Если вы интересуетесь, значит, личностью, которая, значит, выступал по маяку, за ним это товарищ Мурман, профессор, доктор экономических наук. Так, это во-первых. Во-вторых, я предлагаю принять такое постановление. Обсудить декларацию об образовании Чеченской республики, но обсудив, принять решение признать преждевременным или, значит, нецелесообразным принятие Чеченской республики, декларации Чеченской республики, так как не решен вопрос об Ингушетии. Если мы сейчас, если бы мы приняли ту декларацию, которая была принята вчера на съезде, я там просил слова, но мне не дали этого слова. Я там хотел обратиться так. Если мы это сделали, мы ингушей оторвали бы от нас полностью. Экономически заблокировали. Поэтому я считал нецелесообразным принимать отдельно декларацию о суверенитете Чеченской республики. Я хотел предложить, сегодня обсуждался вопрос о декларации суверенитета Чечено-Ингушской республики. Это во-первых. Во-вторых, если мы сегодня, то есть если вы сегодня не примете декларацию о суверенитете Чечено-Ингушской республики, то вы не будете, то есть наша республика не будет выступать субъектом
по подписанию союзного договора. Все будет упираться в это, товарищ. В союзном договоре автономные республики проходят как второстепенные республики. Поэтому нам нужно выступать наравне со всеми. Каждый народ должен иметь право такое же, как и великий или малый, независимо от величины. Поэтому я предлагаю не включать информацию о переданной ложной информации, как здесь было сказано, а обсудить вопрос о декларации. Я вас прошу принять декларацию суверенитета республики. Мы в этом никого не ушибим, ни немцев, ни ингушей, ни казаков, ни нагайцев. Я так думаю. Потому что территория наша остается целостной, и здесь мы будем выступать на завоевание. А сейчас мы имеем двоякое подчинение. Нам не нужно это, товарищи. Я вас прошу принять мудрое решение. Я вас обращаюсь к вам как к мудрым народным депутатам. Что я вам такие пожалуйста? Уважаемые депутаты, считаю, что материалы, которые разрешены сюда, предлагаем материалы съезда обсудить до обсуждения о декларации. Почему? Потому что, видимо, придется вносить декларацию о суверенитете Чечено-Ингушской республики. Некоторые моменты обсудить итоги съезда до вопроса о декларации. Значит, мы спешим, и поэтому делаем ошибки. Значит, первый мы на той сессии приняли, что до решения ингушской проблемы отложить сессию. Второе, значит, на съезде чеченского народа приняли тоже Чеченскую республику. Надо или правильно, неправильно, оно уже пошло в эфир. Поэтому я предлагаю поставить на голосование, значит, в повестке дня этот вопрос через неделю, 2 недели или когда там, значит, вернуться к этому решению вопроса. И поставить вопрос на голосование. Понимаете? Для того, чтобы вы сами обсудили и приняли мудрое, правильное решение, я позволю себе процитировать проект Конституции будущей Российской Федерации. Статья 1. Государственный суверенитет. Российская Федерация – суверенное, демократическое, социальное и правовое государство, исторически объединившихся в нем народов. Российская Федерация – республика. Она обладает, я обращаю ваше внимание, она обладает верховным и исключительным правом в отношении своей территории, подчеркиваю, территории и национальных богатств. Самостоятельно определяет и проводит свою внутреннюю и внешнюю политику, принимает конституции и законы, имеющие, подчеркиваю, верховную силу на ее территории. Государственный Российской Федерации, подчеркиваю, един и неделим. И последнее. Состав и территория Российской Федерации. Российская Федерация состав национально-территориально, не национально, территориально и регионально образовательно, имеющих конституционно-правовой статус равноправных республик, сколько земель, а также федеральных территорий. Спрашивается, кем мы хотим быть, землей или федеральной территорией? Если мы это хотим конкретно ответить на этот вопрос, мы сегодня должны принять декларацию о государственном суверенитете Чечено-Ингушской республики. Сегодня мы должны принять декларацию Чечено-Ингушетии и вместе с ингушами решать вопрос этих земель. А когда они будут, эти земли, возвращены, спросить не группу людей, а ингушский народ. Хочет он отделиться, хочет он образовать автономную республику свою или нет. Если хочет, вторым этапом решить этот вопрос. А сегодня принять декларацию соответствующую и вместе общим усилием решать этот вопрос. Я прошу ингушский народ. В какой форме мы сегодня планировали вынести на сессию Верховного Совета, я хотел бы дать краткую
только не против того, чтобы решать ингушский вопрос, но мы об этом заявили и оргкомитету, и всем представителям от ингушского народа, что независимо от того, в какой форме будет существовать чеченская республика, мы это будем показывать. И тем не менее, даже вчера, когда вопрос опять стал о том, что ингуши могут счесть себя обделенными, и труднее будет решать свой вопрос по возвращению исторических наших земель, было заявлено, что сегодня на сессии Верховного Совета депутатов, которые участвовали на съезде чеченского народа, уполномочили провозгласить суверенитет Чечено-Ингушской республики в обязательном порядке, потому что если мы сегодня этого не сделаем, мы не получим суверенитет уже, когда бы то ни было. Мы провозглашаем суверенитет Чечено-Ингушской республики, мы поддерживаем эту идею, но обязательным включением туда статьи, которая гарантировала бы возможность и право для чеченского народа, как и для ингушского, который является оба носителями политического суверенитета этой республики, на создание своего суверенного государства. Вот это я хотел бы ваше суверенное довести. После того, как сформировался наш Верховный Совет, мы все единогласно поддерживали наших братьев ингушей. Говорили о том, что мы поддерживаем их законные суверенные права. Я всегда говорю, каждый народ имеет право на самоопределение, на законную защиту своих прав и интересов. Здесь совершенно справедливо выступил товарищ Нунуев. Съезд чеченского народа продемонстрировал волю, продемонстрировал то, что надо защищать интересы чеченского народа и так далее. Я их поддерживаю. Но не решив один вопрос, мы спешим решить, который должен получить какую-то свою поэтапную последовательность. Я считаю, было бы правильно, если мы сегодня поставили бы на голосование вопрос о декларации Чечено-Ингушской республики, и было бы совершенно справедливо и прошу, я прошу поставить этот вопрос на голосование. Я поддерживаю проект декларации Государственной Республики. И второй вопрос. Я прошу каждого министра, который был окружной форум, убрать. Я не знаю, чего нас защищает каждый раз. Почему не такая необходимость, что касается министров? Почему надо охранять? Это просто поставить на голосование. Данную повестку принять за основу, включив туда два вопроса. Это рассмотрение решений общенационального съезда чеченского народа и второй раз. И утвердить данную повестку дня. Нет никакого сомнения в том, что суверенитет надо принимать. Действительно, на прошлой сессии, когда очень остро и сейчас, и тогда стоял вопрос о проблеме ингушского народа, о необходимости оказать помощь ингушскому народу, сессия Верховного Совета, весь депутатский корпус пошел навстречу этой проблеме, и суверенитет был отложен. Отложен до периода, когда будет проведен съезд народного депутата Государства. Ну, съезд откладывается, видимо, в смысле он 27-го начинается, но возникает проблема, действительно связанная не только с ингушским народом, но и в целом с суверенностью чечено-ингушей. И хотели бы того депутаты сегодня или нет, я считаю, что этот суверенитет будет принят. Надо смотреть правде в глаза, и никогда не надо от нее отворачиваться. Но я считаю, что Верховный Совет Чечено-Ингушской республики не может пройти мимо того, что происходило на чрезвычайной сессии, собранной в Северной Осетии, в работе которой я принимал участие. Я считаю недостойным депутатов, представляющих чеченские, ингушские, другие народы, проживающие на территории этой республики, промолчать после того, как облили грязью всю историю ингушского народа, который является составной частью этой республики. Поэтому, как депутат Верховного Совета, я прошу провести специальную сессию Верховного Совета Республики, связанную с необходимостью ускорить решение
решения проблем ингушского народа. Этот вопрос от имени Верховного Совета неоднократно мы выходили с обращением. И, значит, Верховный Совет поддерживал нас. Но поймите, исходя из тех встреч, которые были у меня в Москве, значит, с руководителями Российской Федерации, я прихожу к заключению, что они этот вопрос все время замалчивают, не хотят его решать. Подпольно действуют осетинские, понимаете, вот эти лобби, так, значит, в Москве. Мы должны об этом сказать правду. Почему? Потому что от того, что мы здесь ходим и по нашим аулам агитируем друг друга за то, чтобы восстановить автономию ингушского народа или вернуть пригородные, значит, Молгобекские районы, в Москве ничто даже не колышется. Поэтому необходимо, я еще раз повторяю, я прошу этот вопрос поставить на голосование, образовать специальную комиссию, которая с приглашением представителей Совета Российской Федерации, значит, депутатского корпуса представителей СССР рассмотрела бы проблему ингушского народа здесь, на Верховном Совете членов Ингушской Республики. И при принятии подобного решения я двумя руками сегодня за этот суверенитет. Но если мы не примем и, значит, это решение, не сделаем шаг этот в плане решения проблемы, которая стоит более, значит, 40 лет перед ингушским народом, нас не поймет ингушский народ, и с сегодняшнего вечера, по крайней мере, как только эта передача пойдет в эфир, да, в тех краях могут начаться совершенно ненужные нам волнения. И попробуй потом доказать, кто кому друг, а кто нет. А ведь мы-то, откровенно говоря, в душе все болеем за эту проблему. Все болеем за эту проблему. Значит, более 40 лет на землях ингушского народа живет другой народ. Спит в его домах, нежится в его кровати. Вот, значит, обливает грязью его могилы. И мы все это терпим, живем рядом здесь. Наверное, этого нельзя допускать. В конце концов, мы должны выпрямиться. Вот, понять, что честь и свобода превыше любого благосостояния. Я вас прошу, товарищи, поддержите это предложение. Я хотел бы сказать по повестке следующее. Ее, безусловно, надо рассмотреть, но предварительно, включив в повестку дня, надо рассмотреть итоги или материалы съезда чеченского народа. И не все участвовали в работе съезда, не все знаем. Уверяю вас, многое станет на место. Многих информация по различным вопросам обогатит, заставит задуматься. О суверенитете сегодня надо рассматривать вопрос. Вы, если внимательно слушали выступление товарища Бугаева, второе, не надо задавать себе вопрос, куда мы спешим. Спешим вот поэтому. Но мы друг друга все хорошо знаем. Когда мы говорим чеченский вопрос, ингушский вопрос, это обжигает мне сердце. Так не должно быть. Нам наши предки не простят, и потомки нас проклянут. Нам надо мудрости, мужества, поэтому я предлагаю. Суверенитет надо принимать, но, безусловно, заявить суверенитет на пригородный район. Сегодняшнем решении. На Молгобекские зоны там есть. Все, что принадлежало республике, и потом это не ингушские территории, это чечено-ингушские территории. Речь идет о достоинстве республики. Народу, братский народ. Поэтому нам не надо спешить, не надо перегружать от своих депутатов, надо исключить. Вопрос не таков, мы успеем это сделать. И потом, вот хорошо сделали, опубликовали, стенографический отчет сделали по сессии чрезвычайной в Осетии. Я не хочу ничего сказать об осетинском народе, о другом народе, но крайне неуважительное, крайне оскорбительное отношение к целому чечено-ингушскому народу, к его истории, к его достоинству мы не должны терпеть. И правильно, я поддерживаю товарища Бекова,
Надо этот вопрос отдельно рассмотреть. Это ляжет в банальной истории. Мы не можем пройти мимо этого. Дебатировался, но каждый депутат об этом точно не знал. И выступление товарища Бугаева о том, что мы можем опоздать и остаться где-то на стороне, я считаю, это оправданно. И в связи с тем, что они приняли суверенитет, я считаю, что там различные автономии собираются, понимаете, за териком свою автономию. Я считаю. И правильно здесь выступающие сказали, в том числе Леонид Табачевич, Сергей Мажитович, сегодня нам надо принять этот документ о суверенитете, принять его и заявить о себе как союзная республика. Потом, как товарищи сказали, мы будем рассматривать вопрос об ингушской автономии, если он будет поставлен так остро. Но в сегодняшнем суверенитете должны быть включены все территории Чечении и Ингушетии, которые были в пределах до 1934 года. Этот вопрос надо отдельным пунктом отразить. У меня все. Спасибо. Значит, я сейчас. Я предлагал, значит, прежде чем приступить, значит, к обсуждению вопроса о декларации государственной суверенитета Советской Республики, я предлагал посмотреть на текущем положении ЧССР. Мы подойдем к этому. Мы же обсуждаем в порядке поступления. А то, что здесь написано, оно раньше поступило. Я надеюсь. Поэтому я хотел внести предложение, вот вместо этого вопроса, другой вопрос. О президентской власти республики. Мы без этого не обойдемся. Сейчас подойдем, вот тут есть такой вопрос. Значит, печати, обсудить после обсуждения, внести на сессию. Прошу поднять мандат. Опустить. Кто будет? Один против. Теперь давайте все же проголосуем. О внесении изменений административно-территориального устройства. Кто за заключение этого вопроса, прошу поднять мандат. Опустить. Воздержаться. Принимается. Следующее. О назначении выборов Демократической районной советы депутатов. Кто за заключение, прошу поднять. Опустить. Против. Воздержавшись нет. Об избрании первого заместителя и заместителя председателя Верховного Совета. Кто за заключение этого вопроса, прошу поднять мандат. Опустить. Кто против? Воздержался. Единогласно. Решение указа Верховного Совета. Кто за заключение в повестку? Опустить. Против? Воздержался. Принимается. Вопросы разные. Кто за заключение, прошу поднять мандат. Опустить. Кто против? 30 минут у нас регламент записано. Утверждаю, поэтому не повторяю. Принимается. Дальше. Здесь дополнительное относительное предложение. По текущему времени. Заслушать информацию председателя Верховного Совета. Если я бы такое предложение внес, вы сейчас будем обсуждать декларацию. Здесь мы коснемся всех так сказать моментов и текущих, и прошлых, и перспектив. Если после этого у депутатов возникнут вопросы, на которые вы хотели получить мою информацию и мое точку зрения, я может так говорить? Да, правильно. Хорошо. О системе власти в республике. По-моему, вопрос вам не интересен, он заслужит внимания. Давайте мы договоримся, внести этот вопрос или поручить нашим постоянным комиссиям и изучить проработать. Это как раз тот вопрос, когда мы у нас решить нельзя. То есть глубоко разобраться. Мы еще не определились с этим статусом, какая будет республика, какая такая. В принципе, приступить к изучению постоянных комиссий. Так договоримся? И поручить президенту Верховного Совета возглавить эту роль. Возражение? Нет. Хорошо. По домам, принадлежащим бывшим владельцам, так далее. Речь идет о приостановлении действий купли и продажи. Включаем в повестку? После включения этого вопроса в повестку, прошу подать мандат. Кто против, воздержался? Сегодняшний день это не наша компетенция. Это Российская Федерация.
Федерации. Нет, речь не идет, товарищи. Продажа строения регулируется российским законодательством. Нет, речь идет о временном приостановлении на нашей территории. Давайте решим показать. После декларации мы сможем принимать такие решения. Значит, товарищи, давайте так. Мы включаем повестку. И при обсуждении, если увидим, что мы, как говорится, свободны, тогда не примем решение, а повестку включаем. Теперь просьба Умара Садовича, просьба сформулировать президента. Поэтому Я хотел, чтобы все знали, в городе некоторые районные советы такое постановление решения уже приняли. Поэтому это не терпит отлагательств, его надо включить в сессию. ну, мы говорим исключение. И проголосовали. Дальше, товарищи, здесь поступали предложения. При решении этого вопроса ссылается как раз на отсутствие соответствующей законодательной основы со стороны центра. Нам надо, думается мне, дать поручение Конституционной комиссии, чтобы после принятия декларации все ведомства и службы ссылались только на действующее существующее законодательство в Чечено-Ингушской республике. Это будет подспорье решения декларации. Повестку уже. Значит, здесь предлагалось включить повестку дня вопрос, в общем-то, автоохраны. Значит, насколько мне известно, товарищ президент Павел, материалы в комиссию поступили. Комиссия приступила к изучению всех архивных данных. Ну, я только успел пролистать, там огромные дома. Давайте, наверное, который срочно нашей комиссии, товарища Петренко, Анатолия Николаевича, и Сагарова, значит, вопросы глубоко изучить, внести на президиум Верховного Совета, президиум Верховного Совета доложить на сессии Верховного Совета Республики. Вот так, потому что мы сходу не готовы что-нибудь предложить. Пожалуйста. Караев. Уважаемый товарищ, уважаемый нами всеми народом Автурханов сейчас очень болен Автурханов. Ему более 80 лет. Затягивать решение вопроса о его реабилитации, мне кажется, сейчас нельзя. Тем более, что сейчас однозначно и по публикациям в центральной прессе и так далее, и все, что мы читаем, мы давно все убеждены в позиции сталинизма по отношению к нему и в его позиции по отношению к советскому народу. Поэтому я считаю, для того, чтобы принять вот это постановление, состоящее из 4 предложений, достаточно нашей комиссии, того же по законодательству, поручить, на перерыве мы подготовим это постановление и предложим для принятия Верховному Совету. Если комиссия будет в состоянии внести предложение, К тому же съезд чеченского народа потребовал решения вопроса. Потому что Я хотел предложить Верховному Совету принять постановление о согласии принятия Автурханова на гражданство честно. Потому что требуется для принятия гражданства требуется 3 документа. Это согласие, значит, о принятии на гражданство, о предоставлении ему жилплощади или, значит, земельного участка и заявление этого гражданина. Значит, я хочу проинформировать для, может, ускорения этого вопроса. 3 декабря я еду в Мюнхен. И, значит, постараюсь у него взять такое заявление. И еще, существует указ от 1955 года, который гласит, что лица, не принимавшие участие в карательных операциях, подлежат амнистии. Товарищ Автурханов попадает под этот указ. Но дело в том, что вот политическая реабилитация, значит, под сомнением. Так как у нас сейчас многопартийная система, и, значит, он в свое время высказывал свою точку зрения, которую сейчас мы все высказываем, я предлагаю вам принять такое постановление о согласии дать ему гражданство в Чечено-Ингушской ССР. значит, комиссия впервые начинает работу, и если комиссия готова вести предложение, вы сами рассматриваете. Так, я ничего, по-моему, не буду сказать. Первую часть моего предложения, первую часть.
Виноградов. По трансляции была просьба, вопрос по декларации без сокращения выступлений транслировать полностью. В отношении Татарова, интервью с ним, было в нашей молодежной газете, я думаю, можно считать за продвижение организации нашей выставки. Потому что Дело в том, что по трансляции мы на каждой сессии этот вопрос доставали и договаривались. Мы договаривались здесь, а телевидение делало свое. Мне кажется, тут нужно конкретно поручить человеку фамильно, чтобы эти самостоятельно не занимались. Товарищи, вот давайте не отходите от объективности. На прошлой сессии мы договаривались давать информацию, чтобы само телевидение несло ответственность. Вы, наверное, видите, сейчас на сессии, союзной сессии, даешь информационный час. Может быть, увлекаться не надо. Но что касается декларации, мне казалось, это особый вопрос. Здесь бы наше телевидение могло все это записать и, в общем-то, показать. Может быть, вот так вот? Что касается декларации, Маришенко у нас, и председатель Госсовета, он это слышал, он это слышал, она организует. Теперь по Винограду. Значит, позавчера, первый день нашего чеченского съезда, мы собрали специальное бюро областного комитета партии, специальное бюро, и там отменили известное постановление, которым давалась политическая оценка некоторым лицам, в основном это чеченская национальность, которые в свое время, как говорится, не признавали концепцию добровольного вхождения. Им была дана оценка, многие были освобождены от работы, понесли там наказание и так далее, и так далее. Значит, мы вот по постановлению отменили. Об этом на съезде Андрей Дударович информировал. Это вот тоже, как говорится, шаг к тому, чтобы истина становилась на месте. Теперь, что касается вот некоторых высказаний, я свое мнение буду ошибаться. Мне кажется, мы все же не должны допускать отступления от существующей нашей действующей Конституции и советских законов. Что я имею в виду? Ну, предложение такого плана лишить гражданства. По-моему, это даже, как говорится, выше наших полномочий, лишать кого-то гражданства. На мой взгляд, это делает только Верховный СССР, юристы вы здесь подскажите мне. То есть как-то поосторожнее. А в целом, нам мы свою позицию этой концепции высказали, отношения известны, все принятые документы отменены, поэтому, может быть, я по взвешению подойду. Давайте посоветуем, у нас еще есть время. Еще раз, пожалуйста. Уважаемый товарищ, дело в том, что все, что я говорил, выступая на той сессии, это были мои предложения отдельно одного депутата. Это только мои предложения. Дело ваше выступать и решать как-то по-своему. И второй аспект. Я там, даже при этом, что это мое отдельное мнение, тем не менее, очень осторожно подчеркивал, что как раз имею в виду то, что вы, уважаемый доктор, что мы не лишаем его гражданства в полном объеме его того, как мы привыкли его понимать этот вопрос. Я предлагал, должны были бы лишить его статуса гражданина Чечено-Ингушской республики как мера морального воздействия, сохранения его политических, всех юридических и иных прав. Только лишить, как мера морального воздействия. Другой меры, например, я не знаю. Его это он держать, его это он все приводят. Вот кого это держит, и бедать с мамой. И, так, пожалуйста.
И вот, да. Это ясно. У нас готовы все, документ, какие стоимость. На сегодня рассматривать проект, на какие чуйцы. Ну, включим повестку, потом обсуждаем вопрос. Какие? Включим повестку. Да, включим повестку, потом посмотрим. В каком плане принимать. Посмотрим. Да. Кто за это предложение, прошу поднять на руку. Помощник Кауфмана, воздержался, один Ахманов. Не успел проголосовать. Надо было пригласить его послушать объяснение. Надо его Помним, в прошлой сессии, в просьбе предложили вопрос о рассмотрении членов Ингушетии. До объединения съезда России, до объединения. Я предложил, что мы сегодня рассмотрели вопрос. Президиум Верховного Совета не имел права отменять то решение и назначать сегодня сессию. Я как видите это говорю. Поэтому я прошу сейчас отменить наше то решение и поставить вопрос о включении сегодня вопроса. Это будет законно и правильно. Я понимаю, что президиум Верховного Совета имеет право в любое время по своему усмотрению назначать сессию. Так же, как она депутат, так же, как председатель Верховного Совета. Другой день, какие вопросы рассматривать. Если нас повестка это предложена не устраивает, мы ее правильно так считаем нужным. Поэтому я здесь не вижу никаких нарушений. Второй микрофон. Я не хотел бы сказать, что мы умоляли включение этого съезда. Но здесь, наверное, будет что будут принято декларация о формировании решения не будет. Это единственный выход. Я хотел, чтобы в конце сессии мы приняли обращение участникам сессии на съезда и населению народу Чечни, обращение, где мы мотивы, которые привели нас к этому, объяснили уже на улице, я спрашивал, и смысл воздуха, что вы собираетесь сделать в течение Ингушскую, не делаете в Чеченскую республику, чтобы это не было, очень понятно, и в течение нашей сессии потребуется, чтобы мы обсуждали этот вопрос, и все это передавалось в телевизоре, как положено при надрывку президентства. И еще вопрос голосования. Левичком, как Константин Мураев предлагал, поименно голосование по этому вопросу, чтобы каждый человек отвечал за свое решение. Я прошу вот это включить сейчас, чтобы вы поименно голосовали. Это нужно готовить. Мы, когда подойдем к принятию декларации, наверное, нам договоримся. Ну что, повестка принята. Тогда что? Уважаемые делегаты, уважаемый товарищ председатель, я должен дать эту справку перед тем, что мы только что получили руководство телевидения осуществить полную трансляцию того момента работы сессии, который будет касаться принятия декларации. Дать полный, хотел бы сказать, что именно это позволит нам отказаться от принятия какого-либо обращения к народу, поскольку именно гласное обсуждение поставит для того, что ноги. Поэтому тоже наставим на полной трансляции. Но почему я дал слово для справки? Потому что такая полная трансляция, если вы сейчас посмотрите на технику, не может быть физически осуществлена, потому что она не может быть сделана чисто по техническим соображениям, то есть причинам. Вы обратили внимание, как хорошо и подробно показывался работа съезда членов народа. Это было потому, что там 3 дня работала передвижная телевизионная станция, обладающая большой мощностью и высотой. То, что мы сейчас имеем в нашем здесь помещении, есть всего лишь одна камера, которая не сможет выхватить при всем желании все моменты этого очень важного обсуждения. А то, что вы видите справа, это бытовая камера, которая не может осуществить технически качественную картинку, из-за которой даже каких-то технических
контроль не позволит в таком объеме показываться, что вы хитрые. Это первое, что я хочу сказать. Вот второе. Мы неоднократно на сессиях обращали внимание, принимали решение о полном или частичном покаже, оно где-то не выполнялось, сейчас может не выполняться, никаких санкций по поводу нашего общества не могут принять, для того, чтобы повторения не было. И последнее. Уважаемые депутаты, вы помните наши постоянные ссылки на дороговизну таких трансляций. Вот у меня справка, данная мне Госфедеральной Калмыцкой ССР, которая в течение 4 дней просила усечь. Я справку извините, пожалуйста. Потому что этот вопрос тогда звучал, и он мог быть неправильно понял нашими депутатами, озабоченным бюджетом нашего Верховного Совета. И эта трансляция в течение 4 дней обошлась Верховному Совету Калмыцкой ССР 7116 рублей. Помните ссылку председателя Госфедерации СССР, который 5-часовую трансляцию предыдущей нашей сессии оценил 54 тысячи рублей. Хорошо, давайте приступать к делу. Значит, товарищи, давайте так мы говорим. Сейчас разделится объявить перерыв. Может быть, это неправильно, потому что им уже возможность как-то систематизировать свою основную информацию. По повестке. По повестке. Повестка регламента прерывания. Товарищи, мы очень благодарны, что ингушскую проблему все вы понимание ее и желание ее решить единой. Но я бы считал, что вот нахожусь я под впечатлением вчерашнего митинга, который на Дране состоялся. Люди, прослышав, что сегодня будет суверенитет и, значит, с выходом из состава России, очень сильно были озабочены. Мне пришлось 4-5 раз выступить, и где-то в час ночи только мы людей уговорили разойтись. Порядка 1000 человек собралось на площади райкома партии. Я объяснил, значит, что и в обсуждении постоянной комиссии, и, значит, в информации руководства, и в встрече с первыми секретарями районных комитетов партии вопрос шел о, значит, суверенитете, значит, в составе России. Что наши интересы там не будут ущемлены, и мы будем, значит, в этом плане, значит, настойчиво добиваться, чтобы, значит, не были ущемлены интересы ингушского народа. Но я понимаю, что и без нашего настоятельности, так сказать, и сами тут высказываются, и все единое решение. Ну, все-таки я считал, что нам сегодня нужно принять обращение в адрес Верховного Совета РСФСР о включении в повестку дня рассмотрения ингушского вопроса, если не на этом съезде, то на первом же сессии Верховного Совета РСФСР. Текст обращения, если вы позволите, мы тут быстро подготовим и начнем. Согласитесь? Когда видимо, не будет правильно. Значит, повестка принята. Перерыв на сколько времени? Здорово. Красиво. Это Никола, Марк Воля. Что?
Дадим слово товарищу Ремузаевичу. Он сделает информацию о вчерашнему, вернее, завершить вчерашнюю работу следующего. Теперь, товарищи, если вы, я бы хотел вам положить вопрос товарищу Мужикову, вышел забегать комитет республики. Он по служебным делам его, как говорится, отпустить. Но одновременно он подал заявление на имя Верховного Совета с просьбой освободить его от занимаемой должности председателя Чечено-Ингушской АССР. Если вы сейчас торгуете, вы не будете сильно, как говорится, критиковать председателя? Может быть, его пользу удовлетворим? Я ставлю вопрос. Сейчас. Если плюс, я попрошу на секунду здесь присесть. Значит, давайте так, я поставлю вопрос об освобождении от Москвы, а потом вопрос Игоря Алексеевича здесь высказать, что же он думал о нас. До освобождения. До освобождения? Нам не будем, да? Давайте. Еще формулировку нам. Уважаемые товарищи депутаты, уважаемые члены правительства, уважаемые товарищи приглашенные, я написал заявление с просьбой освободить меня от должности председателя КГБ в связи с выездом за пределы республики. Но прежде чем вы будете принимать это решение, я думаю, что вы примете это решение. Я хотел бы от всей души поблагодарить вас всех, присутствующих здесь народных депутатов, практически с каждым вас мы знакомы, сталкивались по работе, сталкивались при решении каких-то конкретных вопросов. Поблагодарить членов правительства, с которыми вместе рука об руку мы эти годы работали. Честно скажу, что двоякие чувства сейчас у меня на душе, волнение есть. С одной стороны, конечно, радостно за республику, что, так сказать, есть выдвижение большое. С другой стороны, я признать, что грустно расставаться, потому что привыкли, сработались. Но те тесные узы, которые связывали меня и раньше с нашей республикой, я думаю, все знают о том, что мы вместе жили
Казани, и эти годы здесь, в республике. Я думаю, что эти узы, они стали еще прочнее и никогда не разорвутся. Поэтому я еще раз хочу вас от души поблагодарить, пожелать вам всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успешной деятельности депутатского корпуса, членов правительства по решению тех сложных, многогранных вопросов, которые стоят перед нашей республикой, вопросов социально-экономического развития республики и поддержания той стабильной общественно-политической ситуации, которая у нас есть в республике. Еще раз вам большое спасибо. Переведен на Сейчас, Игорь Алексеевич, переведен. Я думаю, что для нас, как я лично понимаю, для нас это тоже, в общем-то, высокая оценка. И в целом для республики, не только для комитета государственной безопасности, это оценка той политической стабильности, которая в республике установилась, хорошему климату межнациональных отношений, в состоянии этих вопросов немало вкладов вносили наши действия. Это высокая оценка, я бы сказал, доверие членам ингушскому народу, когда председатель нашего комитета выдвигается на такую большую работу. Я от вашего имени тоже поблагодарить Игоря Алексеевича за такую плодотворную работу, слаженную работу. Он принимал активное участие в жизни нашей республики и, в общем-то, оказывал конкретного Верховного Совета, большую практическую помощь. Хотел пожелать ему здоровья и больших успехов на новом месте. Против, воздержался. Игорь Алексеевич, спасибо вам. Вопрос можно? Простите, пожалуйста, можно вопрос? Товарищу Мельгакову. Я думаю, что это интерес для всех. Один вопрос. Один. Я хочу спросить, есть ли решение тройки КГБ о приговоре Авторханову? Спасибо. Выходом ряда республик и категорически возражаем против образования на территории республики федеративного государства. Мы обеспокоены тем, что в ряде вариантов опубликованных в проектах декларации указывается линия национализма, прав других народов, исконно проживающих на территории республики. Поэтому мы поддерживаем проект декларации о создании Войнарско-Казахской автономной республики на современной территории Чечено-Ингушской ССР, который подготовлен Организационным комитетом по возрождению Грозненского отдела Терского казачества и направлен Президиум Верховного Совета Чечено-Ингушской ССР 2 ноября 1990 года. Этот проект декларации отражает интересы как войнарских, чеченских и ингушских народов, так и казачьего и других, исконно многие века проживающих на территории современной республики. Вот к этому приложению эти подписи. Дальше. Верховный Совет Чечено-Ингушской республики обратился народный депутат Чечено-Ингушской ССР Нецветаев. Он, в частности, пишет: настоящим высылаю вам по просьбе избирателя обращение к депутату Верховного Совета ЧССР в связи с принятием декларации о суверенитете республики, Грозненского отделения Терского казачества и проект декларации о государственном суверенитете Войнарско-Казахской автономной республики для рассмотрения и возможного принятия на Верховном Совете этого проекта декларации. Проект здесь прилагается. Значит, что касается ауховских чеченцев, вот обращение в Верховный Совет. Здесь вот эти все листы, и это общая тетрадь, это подписи и историческая справка о судьбе этого населения. Вы знаете, что 4 ноября в станице Черленые Брагуны в Дагестанской автономной республике прошел чрезвычайный съезд Ногайского народа и Терского казачества, где принято решение суверенитет вот на данных
территориях, где проживает терское казачество, и нагайское население, включая в том числе территории нашей республики. Причем подчеркивается, что что декларация может быть вступит в силу закона с 1 января 1991 года, но если же сессия Верховного Совета член Ингушской ССР принят декларации, то с момента принятия декларации о государственном суверенитете нашей республики. Рассмотрев все эти варианты, Президиум Верховного Совета нашей республики внес свой проект, который роздан депутатам. Он имеется во всех материалах и также должен быть обсужден на нашей сессии наряду скажем, с основными положениями других проектов декларации. И предложенная Президиумом Верховного Совета декларация как раз вбирает в себя те основные положения, включенные в проект декларации, о которой я уже говорил. Мне представляется, что здесь ключевая статья, это первая статья. Чечено-Ингушская Советская Республика есть суверенное государство, созданное в результате самоопределения чеченского ингушского народа. Это одно, но другое. Учитывая, да, я, простите, не назвал тот проект, который нам вчера предложил Общенациональный съезд чеченского народа. Я считаю, что Верховный Совет Республики должен прислушаться к форуму чеченского народа, оценить историческое прошлое, историческую перспективу и сложившиеся реальности и сегодня вынести окончательное решение. По мнению делегатов съезда и по мнению депутатов, которые участвовали в работе этого съезда, подход к решению данного вопроса снимет те аспекты суверенитета, их разные толкования, которые на сегодняшний день имеются в республике. Я хотел бы подчеркнуть еще один момент. Во всех проектах декларации, в том числе и в декларации, принятой на Общенациональном съезде чеченского народа, красной нитью проходит мысль, что не чечено-ингушская, если она будет провозглашена, не чеченская, если она будет провозглашена, не допустит ущемления интересов народов, независимо от их национальной принадлежности. И это надо сказать еще раз, потому что этот вопрос, связанный с принятием декларации о государственном суверенитете, является, я бы сказал, судьбоносным для всех народов, проживающих на территории нашей республики. Я не думаю, что есть здесь необходимость говорить сейчас остановиться по статьям. Я бы хотел представить эту возможность народным депутатам. Я выполняю поручение Президиума Верховного Совета, но при этом, как народный депутат, сохраняя за собой право высказать собственные соображения по тем или иным статьям. Я думаю, что мы успешно решим эту очень важную историческую задачу, если в декларации, если мы учтем, что это прежде всего декларация, провозглашающая основные принципы государственного устройства той республики, название которой мы ей дадим. В декларации не должно быть деталей, в декларации не должно быть статей, которые в перспективе будут включены в Конституцию, основной закон нашей республики. Кстати, замечу, что Конституционная комиссия работает над созданием проекта Конституции Республики, в том числе и альтернативного варианта. Вместе с тем хотел бы подчеркнуть, недавно нам с доцентом Чечено-Ингушского госуниверситета Абубакаровым Таймазом Тайсумовичем посчастливилось, я бы сказал так, принять участие в работе Всероссийской научно-практической конференции
с названием «Национальное государственное устройство и межнациональные отношения в Российской Федерации». Публикация информации по этой конференции была, значит, подходы к проектам Конституции, в том числе и того союзного договора, во всяком случае, которым нам там дали. Есть большие разногласия, есть взаимоисключения, не говоря о противоречиях. Поэтому, вот, учитывая то замечание, которое я сделал и в начале работы нашей сессии, то есть вот по проекту Конституции, я прошу к вопросу о принятии государственного суверенитета подойти, в чем я не сомневаюсь, очень ответственно. Я еще раз повторяю, если нас уведут детали, то мы документы грамотные, документы, учитывающие международно-правовой опыт, мы не примем. Нам сегодня надо провозгласить государственный суверенитет. Вот это важно, вот это ключевая статья. У меня все. За внимание. Понять, я и этим горжусь. Меня импонирует решение общенационального чеченского съезда. В принципе, я солидарен с решением этого съезда. Там много конструктивного. Но и в то же время я до мозга костей интернационалист, и меня сегодня волнует судьба народов, населяющих нашу республику. Меня сегодня волнует проблема ингушского народа. На самом деле, когда мы в начале нашей сегодняшней сессии говорили, если мы действительно, нас волнует судьба ингушского народа, если мы на самом деле братья наших ингушей, и если нас сегодня волнует судьба всех народов, населяющих нашу республики, и русских, и казаков, и так далее, то мы должны сегодня, наверное, серьезно подумать, какой нам делать выбор. Вчера в районе проходил казачий круг. Я на нем принимал участие. И наших казаков тоже волнует судьба, какую же форму о государственном суверенитете примет сегодня наш Верховный Совет. Я понимаю, принятие впервые на Верховном Совете такого важного документа, это вполне ответственно, и, конечно, здесь могут быть различные мнения. Но мы должны сегодня с учетом различных мнений еще раз серьезно подумать и решить вопрос, подойти к этому выбору взвешенно, чтобы наш выбор отвечал чаяниям, интересам всех, кто проживает. И в этом смысле, как мне кажется, наиболее удачным вариантом является вариант декларации о государственном суверенитете, предложенный Президиумом Верховного Совета Чечено-Ингушской Советской Республики в составе России на договорных началах Союза. Тем более, что в нем учтены мнения определенной части общественности нашей республики и различных проектов, о которых сегодня доложил нам товарищ Бугаев. Суверенитет нам нужен. Мы должны быть хозяевами на своей республике. Но опять-таки повторяю, с учетом мнений всех населяющихся на нашей территории. Вот сегодня говорят, что должен быть чеченский суверенитет. Я, в принципе, не против. О государственном языке и так далее, и так далее. Мне кажется, что мы сегодня не совсем готовы к этому. Надо бы, на мой взгляд, подождать решения съезда народных депутатов Российской Федерации и еще раз посоветоваться с народом, с теми, кто проживает в нашей республике, и взвешенно принять столь важный документ для нашей республики. Ну и на чеченском съезде тоже говорили о том, что посоветовались со всеми. Ну и тот документ, который предложил Президиум Верховного Совета, тоже учитывает мнение части определенной общественности республики. И я бы считал, что такой документ, наверное, должен принять весь народ, живущий в нашей республике. Я считаю, принять сегодня решение, отложить до проведения сессии народных депутатов Российской Федерации, посоветоваться с народом, другим словом, провести референдум народа.
и, наверное, потом вернуться к принятию взвешенного решения. Слово имеет товарищ Северов, депутат. Можно, доктор? Товарищи, не отнимая у вас много времени, хотелось бы отметить, провозглашение суверенитета не в составе России, с которой связано свыше 90% межхозяйственных связей, дотаций, продовольствия, товаров народного потребления, приведет, на наш взгляд, к дестабилизации без того напряженной общественно-политической обстановки. Непременно будут приняты ответные санкции со стороны российского правительства. Реальность такова, что провозглашение декларации о суверенитете Чечено-Ингушской республики является, на наш взгляд, попыткой ослабления России в угоду центра его политических амбиций. При этом принятие декларации о суверенитете, в какой бы форме она ни принималась, вне состава России осложняет решение вопроса по восстановлению исторической справедливости к ингушскому народу, народу, несшего вместе с вами репрессии сталинского режима. Кстати, как вы знаете, в его решении наметились некоторые позитивные сдвиги. Вот решение комиссии, вы в курсе этого. А мы хотим свести их сегодня на нет. Сегодня вся надежда ингушского народа на братскую помощь чеченского народа, всех народов, проживающих в республике, и на демократические преобразования, происходящие в Российской Федерации, намного опережающие консервативную верхушку административно-бюрократического аппарата Центра. Вчера завершился съезд чеченского народа, где представители народа однозначно высказались за суверенитет Чеченской Республики. Это волеизлияние народа, и мы это приветствуем. Но поймите правильно и представители ингушского народа, которые знают, что в основном ингушский народ за суверенитет в составе России. Ибо об этом говорилось на всех митингах, сходах, собраниях, проходивших в ингушских населенных пунктах. Может быть, за последние несколько дней это мнение народа изменилось? Не знаю. Поэтому депутаты ингуши сегодня не готовы голосовать за суверенитет в составе Союза или другой республики, не в составе России, не посоветовавшись с народом. Видимо, это относится и к другим депутатам, находящимся в зале, которых постановка настоящего вопроса застала врасплох, то есть не успевших согласовать свои позиции со своими избирателями. Поэтому я просил бы депутатов учесть наше мнение. Безусловно, вы можете сказать, что недостойно это дело все время просить. Но я готов ради сохранения братских отношений между нашими народами и еще раз просить вас об этом. Ибо безучастное отношение к судьбе обездоленного народа не поможет нам сама история и наши потомки. Нам неприемлема сегодня политика «разделяй и властвуй», из-за которой мы уже натерпелись вдоволь. Как говорят наши старики, самое главное, чтобы мы потом смогли смотреть друг другу в глаза, не стыдясь своих поступков. Пусть будут прокляты, может, это немного эмоционально, те, которые хотели бы вбить в клин недоверия между нашими народами, а вдвойне те, которые думают, что удастся сделать из-за какого-то клочка земли. Дал Болбуш с собой жребале. Мы от души рады успехам чеченского народа, переживающего сегодня свое становление, и уверены, что в решении справедливых требований войнавского народа по возврату аннексированных земель пригородного, части Малгобекского и правобережной части города Орджоникидзе они найдут поддержку, как находили ее до сих пор. Стремление ингушского народа к восстановлению своей автономии справедливы, а справедливость всегда должна восторжествовать. Знаю одно: столкнуть лбами два народа, завязать драку, а самим со стороны наблюдать с ухмылкой, повторяя, это и есть два братских народа, никому не удастся.
И тот, кто сегодня ставит вопрос о границах, делит наши внутренние земли, этим самым убивает клин между народами, является предателем интересов народа, будь то он ингуш или чеченец или представитель другой национальности. История народа ему этого не простят. Слава Богу, у нашего народа сохранилось еще нечто такое, чем следует дорожить. Мы в тяжелых исторических испытаниях осознали, впитали в кровь, что если все можно купить, то не все продается. Есть что-то вечное и святое, кроме денег, барахла различного. Есть Родина, Отец, Мать, душа, честь, национальное достоинство, народ, чувство долга, отзывчивость на чужую беду, преклонение к отечественным могилам. Уверяю вас, что ингушский народ готов подписаться под любым документом, выработанным чеченским народом и другими народами республики. Но на этом небольшом, решающем историческом отрезке времени просим депутатов Верховного Совета ЧССР повременить принятием суверенитета в составе СССР или государства суверенитета до проведения референдума ингушского народа. А если мы будем принимать, то принять суверенитет на первом этапе в составе Российской Федерации, и только это, мы считаем, поможет нашему народу в быстрейшем решении данного вопроса. Хочу заострить ваше внимание в другом случае. Депутаты ингуши, как заявили, не уполномочены народом принимать какое-либо другое участие в другом решении данного вопроса. Теперь хотелось бы здесь, учитывая, что Абдулла Бугаев не довел до вашего сведения заявление, которое за 3 дня подано от имени депутатов ингушей и от имени Оргкомитета, Верховный Совет, кратко зачитать это заявление, потому что от этого заявления будет зависеть дальнейшее участие депутатов. Заявление на внеочередную сессию Верховного Совета ЧССР намечено на 26-е от народных депутатов ЧССР, представителей ингушского народа и Оргкомитета по восстановлению ингушской автономии, проекту декларации о государственном суверенитете Чеченской Советской Республики. Народные депутаты ЧССР, ингушской национальности и Оргкомитет по восстановлению автономии ингушского народа, сознавая историческую ответственность за восстановление своей государственности, уважая права и интересы всех народов республики, предлагают следующие изменения и дополнения к проекту декларации. В статье 14 вместо слов «на основе договора» совместно с другими республиками участвует в образовании Российской Федерации и входит в состав Союза СССР на основе союзного договора записать: входит в состав Российской Федерации на основе федеративного договора и участвует в образовании Союза СССР на основе союзного договора. Статья 16 предлагаем изложить в следующей редакции. Территория Чечено-Ингушской Республики не может быть изменена и использована без ее согласия. Сохранить. При этом Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики оставляет за ингушским народом право на провозглашение собственного государственного суверенитета, если он посчитает это необходимым. Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики не признает суверенитет СССР над ингушской территорией, включая правобережную часть города Орджоникидзе, пригородный район и часть Малгобекского района, отторгнутых в результате репрессий. Основываясь на декларации Верховного Совета СССР о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению и обеспечению их прав, Верховный Совет ЧССР заявляет о своей решимости добиваться возвращения ингушскому народу его исторической родины. Территориальные споры Чечено-Ингушской Советской Республики с другими республиками решаются на основе Конституции СССР, РСФСР, ЧССР и других законодательных актов в парламентской форме. Вопросы же, не урегулированные законодательством, решаются путем переговоров. Чечено-Ингушская Советская Республика самостоятельно определяет свое административно-территориальное деление. Товарищи, как я отметил, здесь приняли участие 5 депутатов и Оргкомитет. Прошу отдельно проголосовать за это заявление, ибо это мнение, как я вам сказал, депутата и Оргкомитета. Ну, как мне сказали, товарищи, что это заявление подано за 3 дня, и прошу вас учесть, в зависимости по отношению от этого заявления, в дальнейшем будут принимать участие депутаты, которые здесь подписались. Товарищи полковники, депутаты, Товарищи депутаты, приглашенные. Так получилось, что мы собрались с вами накануне
вернее, после съезда, общенационального съезда чеченского народа, на котором я был в качестве приглашенных и принимал активное участие. Безусловно, съезд впечатляющий. У чеченского народа накопилось немало проблем, о которых шел на съезде. И решение съезда и атмосфера съезда, безусловно, оказывают определенное влияние и сегодня при принятии декларации о суверенитете Чечено-Ингушской республики. Сегодня товарищ Бугаев говорил о съезде нагайцев и казаков, терских казаков. На этом съезде присутствовали депутаты Верховного Совета от нашей республики, я, Юнуев, товарищ Бахмадов. И товарищ Юнуев, выступая, заверил, и мы его поддерживаем, о том, что мы должны донести декларацию этого чрезвычайного съезда до депутатов. Это заявление я выполняю, потому что оно обращено ко всем депутатам, к нашему высшему парламенту. Декларация о самоопределении коренных народов Ногайской степи. Мы, делегаты Чрезвычайного объединенного съезда Ногайского народа и Терского казачества, выражая волю своего народа и поддерживая их суверенные права на самоопределение, заявляем о антигуманных указах Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 января 1957 года в части, касающейся расчленения Ногайской степи и передачи ее в 3 административных территориальных деления – ДССР, ЧССР и Ставропольский край. Опираясь на суверенное право ногайского народа и терского казачества на самоопределение на началах провозглашенных международным актом ООН в области прав человека, заключительным актом совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, итоговыми документами Мадридской, Венской встреч представителей государств-участников совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Декларации прав России, Конституции РСФСР и Декларации о государственном суверенитете РСФСР, съезд решает рассмотреть территориальную целостность Ногайской степи, создать на данной территории национально-государственное образование ногайцев и терского казачества в статусе республики в пределах Ногайской степи и в составе Российской Федерации. Данное государственное образование провозглашается во имя высшей цели обеспечения прав каждого человека, независимо от национальной и религиозной принадлежности, на свободное развитие пользования родным языком, различий политических, культурных и личных прав, свобод граждан, предусмотренных нормами международного права и Конституции РСФСР. Все народы, проживающие на данной территории, равны. Земля, ее народ, воды, растительный и животный мир, памятники истории и культуры. В пределах данного государственного образования является общественной собственностью всего населения и его экономики. Шестое. Декларация вступает в силу с 1 января 1991 года, а в случае принятия декларации ДССР и ЧССР о суверенитете хотя бы одной из республик, данная декларация вступает в силу незамедлительно. Предложить Верховным Советом ДССР, ЧССР и Ставропольскому краевому совету народных депутатов начать переговоры с исполнительным комитетом, избранным чрезвычайным объединенным съездом Ногайского народа и терского казачества по вопросам восстановления целостности Ногайской степи в пределах до 9 января 1957 года. Съезд проходил, товарищ ошибся, Бугаев, в поселке Червленные Буруны. Я выполнил волю наших избирателей и
наше слово, которое дали мы избирателям. Я ознакомил вас с принятием декларации, и я хотел бы, то ли это большой народ, как чеченцы, или малый, как нагайцы, или сословие, как казачество, да и другие народы, которые населяют нашу республику, есть свои проблемы. Я бы предложил нашему Верховному Совету при рассмотрении решения общенационального съезда чеченского народа заодно и рассмотреть, и обязательно рассмотреть декларацию чрезвычайного съезда нагайского народа и казачества. Какой бы он ни был народ, большой или малый, наверное, как никому, как чеченцам и инушам, близко. Когда-то их считали то ли малыми, то ли большими. Я хотел бы, чтобы мы принимали решение и эту декларацию рассмотрели. Что касается сегодняшнего отношения, мое личное, к сегодняшнему проекту, мы его рассматривали на нашей комиссии, пришли к выводу, что действительно декларацию сегодня нужно принимать. А те вопросы, которые поставил вчера чеченский народ на своем съезде, ставят сегодня наши братья-инуши, да и остальные народы сегодня зачитывали, их нужно действительно рассмотреть в комплексе на одном из заседаний Верховного Совета и определиться. И, видимо, правильно, если мы пригласим сюда, из тех людей, которые, стояли во главе этих съездов и организовали. Я предлагаю депутатам на сегодняшний день принять решение о принятии той декларации, с которой сегодня выступает Президиум Верховного Совета нашей Республики. Спасибо за внимание. Слово имеет депутат. Пожалуйста, второй вопрос. Если депутаты, выражающие мнение групп населения республики, закончили свое выступление, я думаю, нам следует обсуждение декларации вести таким образом, постепенно. Каждую мысль, каждую фразу пропустим, так сказать, через коллективный рух. Сейчас, я думаю, здесь найдутся депутаты, которые даже не знают, о чем мы говорим. Надо обсуждать документ постепенно, чтобы мы знали, что мы занимаем. Давайте продолжим обсуждение, а потом на каком этапе, может быть, вопрос, что вы предлагаете. Я не хотел бы комментировать, вы все имеете на руках проект декларации. Естественно, вы потом должны, очевидно, построить правительство. А сейчас то, что зрение выслушать депутаты, они, естественно, будут, наверное, полярны. Давайте пока продолжим, если не возражаете. Пожалуйста. Уважаемые товарищи, сегодняшний день имеет очень большое значение для республики. Сессии Верховного Совета предстоит определить перспективный путь, по которому пойдут наши народы. Особая ответственность за правильность принимаемых решений возлагается на нас в связи с многонациональностью республики. Если говорить коротко, то нашу задачу в общем виде вижу в том, чтобы создать условия для равноправного развития всех народов, уважения к их правам, строительства нашего дома на общечеловеческих и национальных ценностях. Задача эта очень сложная, и решить ее или приблизиться к решению можно только при условии, что все жители республики будут проявлять взаимное уважение, терпимость, стремление делать добро, а не стремиться решать свои проблемы за счет других. Несколько подробнее хочу остановиться на проблемах чеченского и ингушского народа. Тяжелая, трагическая судьба выпала на долю чеченского народа. Много веков пришлось вести борьбу с захватчиками за выживание, за сохранение этноса. Ущемление интересов народа осуществлялось силой оружия, силой закона и бюрократическим режимом унитарного государства. Стремление к свободе, к самоуправлению является совершенно естественным
и необходимым условием для успешного возрождения и расцвета чеченского народа. Открытая перестройка, возможность национального самоопределения породила поиск оптимального пути развития. Уже длительное время идет в народе дискуссия, какой сделать выбор, то ли союзная или автономная республика, то ли советская социалистическая или просто республика, будет ли чеченский народ в составе Российской Федерации или образует независимое государство. Мои избиратели с глубоким уважением относятся к чаяниям чеченского народа. Мы считаем, что только чеченский народ может решать, какой путь дальнейшего развития ему выбрать. Надо только благословить его и оказать посильную для нас помощь. В проекте декларации о государственном суверенитете Чечено-Ингушской Советской Республики заложены коренные интересы чеченского народа. Остановлюсь на проекте декларации в плане соответствия ее интересам ингушского народа. Поддерживаю направленность декларации на государственный суверенитет, демократизацию, восстановление человеческих прав наших народов на свою исконную родину. В то же время в декларации есть положения, приемлемые или не отражающие интересы ингушского народа. Главным вопросом является, с кем мы, то ли остаемся в Российской Федерации или участвуем в образовании Союза СССР как независимое государство. Выход из состава Российской Федерации категорически неприемлем для ингушского народа по многим причинам. Первое. Вам известно о том, что желание решить Федерации твердое намерение решить проблемы репрессированных. Если ингушский народ выйдет из состава РСФСР, решится всякой надежды на парламентское решение проблемы восстановления Родины, расчлененной Сталиным и его приспешниками. Второе. Не секрет, что Ингушетия экономически отсталый регион. Обретя политическую свободу, нам потребуются большие материальные, сырьевые и финансовые ресурсы для возрождения нашей республики, нашего народа. Мы надеемся получить их только в составе Российской Федерации. Третье. Мы надеемся на то, что народы Российской Федерации, вступившие на путь демократических, гуманных преобразований, не будут впредь притеснять малочисленный ингушский, чеченский и другие народы, а будут защищать их от других агрессоров. Следующий принципиальный момент. Если мы сегодня провозгласим суверенитет только на нынешнюю территорию Чечено-Ингушской Республики, то узаконим отторжение ингушских земель в пользу Северной Осетии. Поэтому суверенитет надо провозглашать и на эти земли, тем более, что образование Чечено-Ингушской Республики на нынешней территории происходило с нарушением Конституции СССР, РСФСР, Чечено-Ингушской ССР. Товарищи, вне всякого сомнения, такие серьезные вопросы, как национальная самостоятельность, имеют свои особенности, и по этим вопросам есть принципиальное расхождение. И сегодня я уверен в том, что не будут совпадать наши точки зрения. Вот уже несколько дней мы обсуждаем эту проблему с точки зрения, как же сделать так, чтобы учесть интересы всех народов. Мы не едины сегодня здесь, и от того, что болит у нас, это не значит, что не болит у других. Как нам прийти к согласию, чтобы все мы сделали общее дело, причем оставались на общечеловеческих наших принципах. И в этой связи, товарищи, я бы хотел подчеркнуть вот что. Сегодня для нас принципиальным моментом декларации самым главным является о том, что будем ли мы оставаться в составе Российской Федерации или нет. Значит, мои избиратели, я не могу говорить о всех, мне во всяком случае сказали, что это неприемлемо. И сегодня принимать участие в голосовании за выход нашей республики из состава Российской Федерации я не имею права без референдума. Я прошу это, товарищи, понять. И сегодня обращаюсь к Даку Гапуровичу. У нас есть практика, кто за, кто против, кто воздержался. К этому моменту добавить еще один пункт. Кто сегодня не принял участие в голосовании по данному вопросу. Чтобы мы имели возможность или пройти, сесть назад, или каким-то другим образом зафиксировать. Я повторяю, принимать участие в голосовании за выход из Российской Федерации я не имею права без референдума, потому что наше голосование ни к чему не приведет. Слово имеет товарищ подготовиться и Уважаемые товарищи депутаты,
Я очень внимательно выслушал выступающих товарищей, значит, все взгляды по этому вопросу, которые существуют в республике, и строю свое выступление, осознавая всю меру исторической ответственности данного этапа. Можно говорить очень долго, с разными аспектами, можно говорить убедительно, но истина, она одна. Давайте сначала задумаемся, как возникла вот эта система, когда создавались союзные и автономные республики. Какой принцип был заложен в основу создания? Где та правовая, нравственная основа, на котором волюнтаристски, утопически настроенные большевики в те годы создавали такую матрешку? Есть такой ответ? Дан такой ответ. Долго этот вопрос обсуждается и в центральной печати, везде, в нашей стране, в мире. Нет такого ответа. Это был поистине волюнтаристский шаг. Это было не продумано. Поэтому мы пришли к сегодняшнему дню. Поэтому разваливается наш общий дом, который был построен с такой надеждой. И теперь задумаемся, товарищи, какой народ счастливым вот эта система, вот эта матрешка? Я убежден, и вы в этом убеждены, что прежде всего от такой системы пострадал сам русский народ. Вот эти волюнтаристские, максималистские устремления обездолили прежде всего русский народ. Если посмотреть на их деревни, если посмотреть на уровень производства по тем, значит, принципам и к тому, к чему пришла Россия сегодня, то именно вот этот максимализм, вот это непонимание, нежелание понимать ни этнической психологии, ни национального характера, ни национальных особенностей, вот это привело к сегодняшней трагедии. Что бы мы ни говорили, истина еще в том, о каких бы системах мы ни говорили, о рабовладельческом, о капиталистическом, социалистическом, существует и существовал труд подневольный и труд свободный. Под какими бы идеологическими лозунгами этот труд не прикрывался. Свободный труд облагораживает, освобождает человека. Это производительный труд. Это труд, который делает из человека личность. А подневольный труд, рабский труд, угнетает душу, в конце концов приводит к регрессу. А теперь посмотрите то же самое по отношению к целому народу. Свободный народ, народ, который чувствует, что он получает то, что зарабатывает, а то, что не зарабатывает, не получает, этот народ, который рано или поздно приходит к прогрессу. До чего тут выдумывать? Посмотрите на страны Европейского экономического содружества. 31 декабря 1992 года Западная Европа раскрывает границы и превращается в единое государство, потому что там существовал свободный труд свободно развивающихся народов. Не этот ли принцип вначале был заложен в основу и самим Лениным? Убежден, что если этот умный человек, если бы дожил, скажем, хотя бы 5-10 лет и посмотрел воочию, во что превращается вот эта система, он бы непременно вмешался, навел порядок в стране. Но этого не было сделано. А мы этого не хотим сделать. Даже сейчас, когда реально развалился уже, по сути дела, союз, мы еще думаем. Мы еще думаем, сколько нам свободы взять. Если бы вот в сегодняшние разговоры, где-то год даже, если бы кто-то сюда вышел за эту трибуну и сказал, что он хочет выйти из состава России, его бы за ненормального приняли. Вы посмотрите, как быстро меняется психологическая ситуация в стране. Почему нам опаздывать с принятием решений? Но я тут не буду распространяться о том, товарищи, что все беды во все исторические времена нашего народа были не от нашей экспансивности, не от нашего неинтернационализма, а были от нашего свободолюбивого духа. Мы хотели свободы, нам ее не давали. Не давал не русский народ, а те шовинистические, имперски настроенные силы, которые губили и собственный народ, и не давали спокойного жития другим народам. Нам сегодня говорят, что чтобы взять полный суверенитет, не созрели какие-то экономические условия.
Я не буду говорить о том, какие были экономические условия, производительные силы в 20-х, когда действительно создавались и союзные, и автономные республики. Я только скажу словами героя Советского Союза хан-султана Дачиева, который вчера на Чеченском съезде сказал: мы смогли выжить в песках Средней Азии. Почему же мы сегодня в Чечено-Ингушетии не проживем? Этими словами, товарищи, все сказано. И еще давайте не забудем, товарищи, что наш народ не придет в смятение, не выйдет на улицу, что в магазинах нет мяса, молока, водки и так далее. Превыше всего этот народ всегда ставил свободу. И почему мы лишаем этот народ этой возможности? Да имеем ли право? И тем не менее, товарищи, за сегодняшнюю сессию я не очень волнуюсь. Я не волнуюсь потому, что если мы не послушаемся народ, нас просто распустят. Если мы не пойдем в духе времени, нас просто будут презирать, выгонят отсюда и изберут новых депутатов. И будет существовать действительно суверенная Чеченская республика. Вот что произойдет. И вы об этом все прекрасно знаете. Но, товарищи, когда мы готовили документ о декларации, когда мы задумываемся об этом вопросе, ошибаются те, кто не думает, что мы не задумываемся о русских, украинцах, армянах, других представителей национальности, которые проживают в сегодняшней Чечено-Ингушетии. Дело в том, что, товарищи, что любая из этих национальностей имеют свои собственные суверенные государства. Вы не подумайте, что я делаю этот намек, что я, мол, предлагаю им выехать туда. Ничего подобного. Они прочувствуют гораздо большее внимание, большую любовь к себе, чем в те времена, когда нас держали в идеологических клетках и били там по голове и сучили туда палками. Я говорю просто это потому, что каждому народу нужна своя государственность для самостоятельного развития, для выражения его духовных интересов, экономических, политических и так далее. Ну и последнее. Тут действительно раздается и бряцание оружием в некоторых местах, ну и недальновидные разговоры и все прочее. Это бывает и со стороны, значит, наших братьев за Тереком, наших братьев среди ингушей. Возможно, такие, значит, проявления, высказывания отдельные и со стороны чеченского народа. Я бы просил Верховный Совет и всех жителей нашей республики не думать, что вот такие вот высказывания, вещи, они отражают подлинное настроение, подлинный психологический склад, так скажем, подлинные намерения подлинного чеченского народа. Чеченский народ всегда отличался сдержанностью, благородством, благоразумием. И я уверяю вас, что если мы сегодня примем правильное решение, мы пойдем действительно по пути прогресса, по пути взаимопонимания, и все у нас будет нормально. Баркалшин, Белая Свобода. Слово имеет товарищ Исаев, депутат, подготовится Богач. Товарищи депутаты, Исаев, 14 округ. Сегодняшний день для нас, в целом для всех депутатов, а также для всех народов, населяющих нашу республику, имеет очень историческое значение, если мы сегодня примем декларацию о суверенитете нашей республики. Опубликованные в местной печати для всенародного обсуждения некоторые проекты декларации о государственном суверенитете являются, на мой взгляд, неудачными не только с точки зрения государственно-правовой теории, но и по структуре и содержанию. Общий для всех проектов недостаток недопустимости смешивания таких понятий, как декларация, конституция и договор. Если в декларации провозглашаются в основном важнейшие принципы, то Конституция призвана конкретизировать или развернуть и развить содержание этих принципов и придать им форму конкретных конституционных норм. Однако многочисленные вопросы, поднимаемыми авторами указанных проектов, это и вопросы, относящиеся к декларации, и вопросы,
составляющие предмет Конституции и вопросы, имеющие отношение к договору, который может быть подписан между суверенными субъектами союзного договора на добровольной основе. Здесь передо мной выступающие часто задавали вопрос, куда мы спешим? Товарищи депутаты, мы все трезвые люди, выбранные нашим народом, и должны правильно оценить обстановку и ту ситуацию, которая перед нами сегодня складывалась. Да, на последней сессии мы принимали решение, что вопрос о декларации суверенитета будет возвращен после съезда России. 10-дневный срок. Но сегодня стоит перед съездом России такая задача, уже готов проект Конституции, и если эта Конституция будет принята на этом чрезвычайном съезде России, то наш суверенитет не будет иметь никакую юридическую основу. Поэтому это всем сидящим здесь надо это правильно понять. Одно сравнивать с другим нельзя. После провозглашения суверенитета, после принятия этой Конституции, это уже не будет называться суверенитетом. Каждый из нас предполагает слово суверенитет, это независимость, это свобода каждого народа. Поэтому будет чуть-чуть грубовато это звучать, но я прошу заранее извинения. У нас есть в народе такая пословица: два мужика не сидят в одних штанах. Или так это грубо будет звучить. Поэтому мое личное мнение, представленное Президиумом Верховного Совета, проект декларации, именно статья 14, я бы хотел, чтобы она прозвучала именно в таком смысле. Чечено-Ингушская республика в целях успешного строительства демократического общества, повышения экономического состояния, обеспечения безопасности и обороны, проявляя уважение к суверенным правам всех народов, придерживаясь принципов самоопределения наций, добровольности и равноправия, может вступать в договорные отношения с другими республиками, союзом республик и государствами. Вступая в договорные отношения с другими республиками и государствами, Чечено-Ингушская республика сохраняет всю полноту власти над своей территорией. Вопросы, отнесенные к совместному ведению, решаются субъектами договоров на основе равноправия. Поэтому, если мы с вами, товарищи депутаты, если сегодня не примем декларацию, то наша республика, не будет являться субъектом для заключения договоров, которые буквально на днях, эти договора должны уже проекты разосланы, вы знаете, буквально со дня на день, возможно, они будут эти уже заключаться. И самое главное, нам нужно всем здесь понять, если мы провозглашаем наш суверенитет, то прежде всего суверенитет должен быть провозглашен и над теми территориями ингушского братского народа, и над теми территориями нашего чеченского Ауховского района, который, мы все знаем, это в Дагестане находится, что эта территория тоже находится, была, тоже оторвана от нашей республики и должна находиться и отнесена к нашей республике. И я далее хотел бы дополнить и согласиться с товарищем Зейтовым Хароном к тому пункту, то, что он здесь предложил. Этот пункт, наверное, в ходе обсуждения мы его более-менее сформулируем. Далее, в 10-й пункт я бы хотел бы дополнить, тут последнее, кто прочтет, тут оставляет за собой право на возмещение ущерба. Тут это слово непонятно. Мое мнение, тут надо дописать на возмещение морального и материального ущерба, причиненного нашей республике. Вот это тоже я хотел бы существенно дополнить. И не считаться с мнением, прошедшим общенациональным съездом чеченского народа, нам тут тоже, никто не позволит. Поэтому те дополнения, как товарищ Зейтов тут доложил, нужно будет конкретизировать, формулировать это, и после провозглашения, республики Ингушской нам нужно будет вернуться, именно к провозглашению Чеченской республики. У меня все.
Дорогие земляки, коллеги по работе, у нас на самом деле сегодня день исторический. За то прошедшее время, которое мы прожили вместе, пожалуй, важнее этого дня, к которому мы сегодня подошли, я вообще не знаю, будет ли еще такой день. Разум этого дня, успех этого дня, по всей видимости, радость этого дня каждого из здесь присутствующих, кто представляет цвет всех народов, проживающих на этой территории, будет, пожалуй, заключаться, это субъективная точка зрения, в разуме, в нашем разуме, который повлечет за собой, скорее всего, компромисс. Если мы на сегодняшний день уйдем отсюда без компромиссов, от этого не будет радостного дня ни у кого. Ни у русскоязычного населения, которое я представляю, ни у ингушского, у которого, как мы слышали сейчас, масса своих проблем, ни у чеченского, который вчера проголосовал и провозгласил свой суверенитет. Вопрос чрезвычайно сложный. Поэтому, что хочу сказать. Видимо, нужно каждому пойти на этот компромисс. Прежде всего, на первом этапе, то есть двигаться, сделать здесь революции, не нужно революции. Нужен нормальный эволюционный процесс. К этому мы сейчас подошли. Поэтому, видимо, уж коль так сложилось, не спешите расстаться с русскими. Мы еще, я уверен, обогатим республику и позволим не просто выжить в песках, а, наверное, как каждый из нас хочет ездить на Вольвах, питаться нормально, жить в человеческих условиях. Просто не забывайте, что существуют просто-напросто экономические условия, реальные экономические условия, реальные экономические законы, по которым живет весь мир на сегодняшний день. Не нужно ничего придумывать, нужно просто взять готовое, эти готовые экономические формулы, догмы, и по ним жить. А потому, например, на сегодняшний день, что такое американец? Мы уже неоднократно на всяких наших с партиями, с движениями встречались там за гражданское согласие, говорили, что такое американец? Это такое количество наций, которые сегодня позволяют процветать стране. Если мы будем сегодня европейцами называться, неужели нас это обидит? Но при этом будем жить по-человечески. Ведь цель у нас у всех одна. Жить лучше, жить краще, жить богаче. Поэтому давайте к этому идти всем вместе. Компромисс будет заключаться, прежде всего, на мой взгляд, в том, что мы должны остаться сейчас в Российской Федерации. Раз. Компромисс должен заключаться в том, чтобы не ущемились права и русскоязычного населения. Между прочим, после выступления и суверенитета Чеченской Республики, государства, как это было сейчас, вот я слышал, честно говоря, вот мне, как русскому человеку, чисто мое субъективное мнение, мне становится тревожно. Тревожно становится за мой народ, который здесь проживает и который приносит довольно-таки, большие богатства республики. Потому что мы в основном работаем в промышленности, я надеюсь, вы этого отрицать никто не будете. Поэтому также должно быть учтена воля чеченского народа, который вчера свершил, ведь факт-то свершил. Значит, выходит, мы подходим уже просто-напросто к фактам. И давайте ими оперировать. Если это нужно, и это воля русскоязычного населения, это ингушского, это чеченского, значит, просто-напросто нужно найти такое компромиссное решение, чтобы сегодня всех оно устроило. И, наверное, оно будет заключаться в том, чтобы мы остались, прежде всего, в России, чтобы учтены были интересы русскоязычного населения и ингушского народа. Все-таки русскоязычного населения 35%, как вы понимаете, если все уйдут с камнем на душе, от этого лучше республики не станет. Богаче она от этого, естественно, тоже. Значит, остаться мы должны в России. Наверное, это опять-таки мое личное мнение, признать, что в нашей республике, которая еще будет, наверное, контуры, которые мы должны наметить обязательно сегодня, что она из себя будет представлять чисто административно, уже входя в Россию. Может быть, это будет просто общая терская республика, состоящая из нескольких автономных республик, каждый, который имеет свои права, и прочее, прочее. Это как варианты. Но отсюда мы должны уйти с каким-то одним решением. И тогда, наверное, всем на душе от этого будет легче.
Я просто еще раз убедительно прошу и призываю всех присутствующих здесь, очень прошу, не поддаваться эмоциям, все делать постепенно, не надо делать все быстро. Вот к этому я хочу призвать. Ну, свою точку зрения я высказал и прошу ее обязательно учесть. Спасибо. Слово имеет Бахматов. Вопрос. Мы выступающим вопрос не задаем. Уважаемые народные депутаты, представиться забыл от волнения. Бахматов, 175-й Шелковской избирательный округ. Уважаемый председатель, я думаю, буду прав, если скажу, что в последнее время мы проживаем самые напряженные ответственные дни. Никого из нас, сидящих здесь в зале, стоящих на улице, всех граждан республики, не оставляет покоя и не может не беспокоить будущее республики. Товарищи, мы являемся еще того свидетелем нашей полной крутых поворотов жизни, как все еще продолжается со стороны отдельных идеологов, политиков, правоведов и остатков команды административной системы искажение сути и истинного смысла категорий и явлений. В частности, такое изобретательство, искажение продолжается и наблюдаемо в наши дни в вопросе о государственном суверенитете. Разрабатывается проект, предлагаются различные варианты о суверенитете, где предусматривается форма государственного устройства, неизвестные международному праву и мировой практике. Предлагается, в частности, вхождение республик, федерации, которая будет входить в соответствующую федерацию, и в то же время эта республика может минуя эту федерацию через голову входить и в другую федерацию, вот так. Я лично не представляю, я не претендую, что я прав, остальные не правы, или авторы этих проектов не правы. Это вам разобраться. Но я как правовед, как мне сказали на Чеченском съезде, когда я подвергал некоторые документы, автор этого проекта декларации, уважаемый мною Алиев Дадаш, заявил, что я оторвался от теории, давно в практике, занят уголовщиной и в вопросах государственно-правовой политики, утратил, так сказать, свое представление. Но, тем не менее, я все-таки исхожу признаю науки, придерживаюсь установленному определению, или, как сказать, выработанному. Государственный суверенитет определяется как политико-правовое свойство государственной власти, выражающей ее независимость от всякой иной власти внутри и вне границ страны, и состоящей в праве государства самостоятельно, свободно решать свои дела. Я лишний раз напоминаю, если кому-то покажется, что недостаточно международного правового понятия, то скажу, что марксизм, ленинизм тоже исходит из такого определения понятия государственного суверенитета. Следовательно, иное толкование есть искажение смысла и назначения государственного суверенитета, если мы говорим о нем как о таковом государственном суверенитете. Моя позиция в этом вопросе однозначна. Она определилась однозначно за последнее время, я об этом ниже скажу. Что я хочу сказать? Что республика должна быть провозглашена на этой сессии Верховного Совета как самостоятельное, независимое суверенное государство, которое будет иметь возможность строить свои отношения с остальными государствами, республиками на договорных началах и на равных правах может участвовать в образовании Союза суверенных государств. Тем самым я предлагаю, что из проекта декларации должно быть исключено слово, что участвует в образовании федерации, Российской Федерации или иной федерации, входит в РСФСР или не входит, это должно быть исключено. Я был одним из ярых противников, чтобы Чечня-Ингушетия входила в состав Союза или образовывал Союза до последнего времени, товарищи.
Здесь, пользуясь случаем, скажу, что это ведется или будет вестись трансляции, чтобы слышали зрители, различные телезрители. Скажу, что почему у меня изменилось отношение. Я в Шелковском районе, я избран оттуда, за меня голосовали и русские, и нагайцы, кроме чеченцев, где-то половина на половину проходящие. И всех агитировал, что нам только с Россией, и никаких разговоров остальных. Изменилась моя позиция. Входя в состав рабочей группы по подготовке Конституции, я знакомился здесь, уважаемый мною Бугаев Абдулла, и привел вам текст первой статьи, знакомился с другими документами проектов, знакомился, и вы, наверное, знакомы, выступления самих же народных депутатов РСФСР, в том числе и русскоязычной национальности, о которой они сами обеспокоены и сами вызывают озабоченность о том, что же ждет их в России. И вот поэтому я понял, что, так сказать, своим незначительным опытом, так и наблюдениями нашей текущей жизни, пока что сегодняшний политический режим России не готов дать остальным численным народам той демократии, той самостоятельности, которую этого требует и предлагает международная правовая практика. Вот поэтому изменилось. И не потому, что это сегодня изменилось, что взял верх там амбиции, что я чеченец или ингуш, или чеченцы и ингуши должны быть отдельные и пренебрежение русскими интересами. Пока я не забыл, скажу, здесь передо мной выступал уважаемый депутат, выход из России, из подчинения России, вернее, это еще не попытка срастаться русскими. И не надо беспокоиться за судьбу русского народа. Я повторяюсь, я говорю, я чеченец, избран русским народом, стою перед вами как с чеченцами. И я могу от имени всех чеченцев и ингушей, думаю, буду прав, если я скажу и возьму на себя ответственность, ни одному русскому, ни одному армянину или иному не будет никаких ущемлений их прав и предлагаться им уезжать отсюда. А там, где им не создаются нормально бытовых других условий, и когда цены подросли на домовладение, хотят извлечь прибыли, это выдавать, что чеченцы и ингуши выживают их, в эту политику не надо делать. Товарищи, я хотел бы это учесть и обращаюсь к вам. Прошу вас, меня правильно поняли. Дальше. А где, в пределах каких территорий должна быть провозглашен суверенитет? Суверенитет должен провозглашен на всей территории Чечни и Ингушетии, а не Чечни. При этом суверенитет должен распространяться на все отторгнутые земли. Это не значит, что мы должны отсюда выходить и идти у них насильно отбирать. Мы должны какой-то формулировки выработаем, признать наше право и сохранять за собой право, что требует возвращения этих земель. Вот как я вижу. Настоящий совет не только Чечню, но и все Чечни и Ингушетии. По поводу выступления народных депутатов от Ингушетии Дзейтова Дзурабова, что народные депутаты от Ингушетии не уполномочены ингушским народом участвовать в провозглашении суверенитета. Чего греха таит, за глазами говорит, я хочу высказаться, как говорится, как на духу, перед вами, перед Богом, все, что поэтому я думаю, основываясь на законе. У нас нет депутатов от Чечни или от Ингушетии или от русской. У нас есть только избирательные округа, по которым избраны народные депутаты Верховный Совет Чечни и Ингушской АССР. Поэтому решение, согласно статье 92 Конституции, считается принятым, если будет подано большинство голосов от общего числа народных депутатов ЧСР. В конкретном случае не будет иметь значения, воздержались ли ингуши или чеченцы, русские или армяне от голосования. Зависит, сколько голосов мы здесь наберем. Мы или вы, или кто как будет отдано. Теперь по вопросу опасений ингушей. Я напрасны, товарищи. Но есть, мы же грамотные люди, юристы, правоведы, политика, наконец, жизненный опыт. То, что принять декларацию какое-то препятствие, я не представляю. Опять-таки, я допускаю вариант, что я, возможно, ошибаюсь. Далее, народ поймет или не поймет. Поймет ли русский народ, армянский или ингушский народ, все зависит от нас с вами, товарищи. Если мы с вами не будем подогревать эти страсти, и не будем, как говорится, дразнить гусей и правильно объяснить, и не будем каждый из нас выдавать себе за интересами, я правильно поймите, я это никому не хочу прямо сказать, но все зависит от нас, какую политику мы правильно поведем. Это зависит от народных депутатов, организаторов Чеченского съезда, как с чеченцами будут говорить. Это зависит от ингушей, как они с ингушами, от русских, как русскими будет. Так что дело это на нашей с вами совести. Так,
все мы, в частности, вот проекты декларации, я одобряю текст в основном, но должно быть исключена вот эта статья 14. Участвуем в образовании РСФСР, это не должно быть. Мы образование Союза государств, и так, в таком духе должно быть. Далее, что я раз повторяю, скажу, что работая проектом над Конституцией, наша рабочая группа, для сведения народных депутатов, и кто обеспокоен, если в этой Конституции закладывается смысл слова, там что упоминается. Там упоминается Конституция Чечен-Ингушетии, это проект. Это вы будете здесь рассматривать, утверждать, как или что опубликоваться. Но нигде не выделяется чеченец или ингуш. Это исходя из нашей мировой практики, цивилизации, в которой мы собираемся в правовое государство. Есть только одно понятие – гражданин Чечено-Ингушетии. Этим все сказано. Этим может быть и чеченец, и папуас, и все кто угодно. Благодарю за внимание. Слово имеет Кадзуев Александр, а вот Поповцев по времени сидят. Второй микрофон для 2 слов. Я прекрасно понимаю, что сказал депутат Ахмадов, и все-таки мы депутаты, здесь мы товарищи, разделять не может быть. Мы не будем говорить, что ингушская делегация отойдет, что это нас оставляет равнодушными. Мы все совместно должны, безусловно, защитить суверенное государство. Оратор, который здесь выступал до меня, несколько неправильно объяснил позицию ингушской части депутатов Верховного Совета ЧССР. Мы здесь каждый представляем конкретный округ, откуда он послан депутатом. Я депутат 111 округа. И конкретно знаю ситуацию, которая созревает на той части, где я нахожусь депутатом. Извините меня, я не учен произносить рафинированные доклады. Я говорю как христианин, просто, но ясно, так как понимаю и так как понимают те люди, которые меня сюда послали. И очень прошу не считать меня менее свободолюбимым, чем вы здесь все находящиеся. Ваш покорный слуга в 1962 году, как первый диссидент Чечен-Ингушетии, входил в лагерь Паяж-Жахе 385, дробь 7. И там было написано на свободу только совесть. Вот. Так вот, ситуация ингушская, даже вы, чеченцы, которые очень близко контактируете с нами, не понимаете всей грозности той ситуации, которая нависла над нами. Северная Осетия произнесла свой суверенитет. Они утвердили свою декларацию, и суверенитет она провозгласила на ингушские земли. Это пригородный и правый берег города Орджоникидзе. Правый берег города Орджоникидзе отнятый у ингушей в 1933 году. И пригородный район отнятый у ингушей в 1957 году. Уже несколько десятилетий мы боремся за восстановление своих национальных прав. Минимальных национальных прав. Небольших каких-нибудь. Боремся. Но практически успеха в этом у нас нет. Последний год у нас появилась небольшая надежда, а надежда на верховное правительство Союза СССР у нас абсолютно потеряна. Я сам был в кабинете Сергеевича Горбачева, более вместе с депутатом Верховного Совета СССР Мусой Досиговым.
И когда отсюда, из кабинета его я уходил, я думал, что я возвращаю ингушскому народу его национальные права. Все это оказалось просто нас, как говорится, заговорили. Вы это видите каждый день, смотря по телевидению заседаний Верховного Совета. Теперь, почему ингуши говорят о Российской Федерации, о невыходе из Российской Федерации? Потому что есть небольшая надежда решения этого вопроса именно на этом уровне. Если сегодня, я думаю, это и случится, будет провозглашена декларация о суверенитете Чечни ли, или Чечено-Ингушетии ли, а мы юридически, я как понимаю, объяснили, имеем право проводить только на своей нынешней территории этот суверенитет, или даже если мы эту оговорку туда внесем, а на комиссии мне даже сказали, что мы не имеем якобы права эту оговорку внести, а можем какой-то отдельный такой документ. А этот документ, я считаю, будет обыкновенной газетной статьей, не более того, то не дай Бог. Потому что практически наш вопрос повисает в воздухе. Он никак не может быть решен мирным путем. Вот здесь Сейд Хамзат Нунуев сказал о брецании оружия. Мы, ингуши, да Боже упаси, нет этого оружия. А если бы оно было, оно давно должно было уже заговорить, если смотреть на то, в каком состоянии национальном находимся мы. Нету. Мы не говорим, мы нижайше, очень просто, очень корректно просим решить свои на всех уровнях, до сегодняшнего дня просили так. И здесь никакого брецания оружием не может быть. Если какой-нибудь парнишка, у которого сердце надрывается от обиды, говорит что-нибудь по этому поводу, это не значит, что ингушский народ брецает оружие. Это, Сейд Хамзат, я вас считаю, я вас очень люблю и считаю вас совестью чеченского народа. И, поэтому это неправда. Мы не брецаем оружие. Теперь, так уж сложилось, в 1957 году, когда мы вернулись домой, на родину, у ингушей самым таким дерзким образом отрезали его самую историческую родину, даже село Ангушт, от того слова, даже от этого селения название сама нация ингушская получила русской интерпретации. Так, даже это, теперь, взамен этого нам объясняли, что, дескать, члены Ингушетии присоединили какие-то 2 района в степях, там пески какие-то, куда ингуши, конечно, не поехали. На сегодняшний день еще почти треть нашей нации находится в Казахстане, в Средней Азии. Вот почему мы это говорим. Вот почему мы говорим, что мы бы хотели, чтобы суверенитет был принят как республика в составе Российской Федерации. А не потому, что мы менее вас свободолюбивы. Теперь, чеченский народ на сегодняшний день составляет 1 миллион человек. Ну, подходит. Я даже в газете читал там имя уже в поисках имени тому парню, той девушки, которая родит миллионы. Но чеченский народ расправляет свои плечи. У него появляется уже свой национальный голос. Далее Убаховши. Нам это очень радостно, потому что чем сильнее будете вы, тем легче будет жить и нам. Поэтому мы не к вам, но вы должны понять, свой суверенитет, осетины приняли свой суверенитет на нашу землю, а куда деваться нам? Вот вопрос, какой у нас становится. Вчера мы очень тяжело, я уговаривал разойтись людей, полдня там другие работали, потому что я заболел и ушел. Мы
этого боимся. Мы боимся больших, крупных неприятностей на Северном Кавказе, куда, безусловно, если будем вовлечены вы, по кровному родству вынуждены будете туда войти, в эту кашу и вы. Да, лучше лорд Лондвей. Поэтому сегодня очень взвешенно, не торопясь, нужно нам обсудить вопрос о государственном суверенитете. Но я еще раз дал эту баху. Работаем час 55. Будем, наверное, объявлять перерыв. Маленькое объявление. Значит, здесь в здании на первом этаже работает буфет, это уже установили. Можно будет, кто желает, пойти в ресторан «Кавказ». Естественно, не забывай, что надо в 3 часа продолжить работу здесь. Ну, а кто не хочет Кавказ, то движется нормальное движение, автобусное движение. Мы парализуем работу города Грозного, столицы республики. Если это правильно, давайте будем делать. Если это неприемлемо, то нам все-таки снести. Однако, это легко говорить правильно. В 14-тысячном городе перекрыли городское движение. Мы с вами договорились, что всю эту часть обсуждения декларации полностью транслировать по телевидению. По-моему, это достаточно. Эти люди, которые стоят там, не устраивают то, что мы будем записывать. Я пытался это объяснить. Они требуют поименного голосования. Я от имени этих избирателей требую поставить вопрос на поименное голосование. О чем? По полной трансляции этой сессии. Значит, организуем поименное голосование. Транслируется нет, да? Кто-нибудь поддерживает? Да, прошу поставить на голосование. На кой вопрос? Прошу поставить вопрос на голосование. Мы не имеем или там возможности не хотим, как это. Хорошо. Значит, кто за то, чтобы поставить на поименное голосование? Транслировать. 4 мандата, 5 мандатов, 6. Значит, слово предоставляет товарищу Усманову, подготовиться к Саймарову. Народный депутат. Депутат Усманов, 37-й избирательный округ. Ну, прежде всего, я хотел бы обозначить свою линию, свою позицию по обсуждаемому вопросу. Это касается одной принципиальной статьи, о которой раз говорилось. Это статья в последнем варианте проекта декларации, статья 14. Я хочу ее предложение по этой статье, которая прошла в многие комиссии, и многие депутаты, я знаю, ее однозначно поддерживали, но, может, в некоторой интерпретации, в каких-то деталях зачитать. Чечено-Ингушская республика в целях успешного строительства демократического общества, успешного функционирования народно-хозяйственного комплекса, обеспечения безопасности, обороны, проявляя уважение к суверенным правам всех народов, придерживаясь принципов самоопределения наций, добровольности и равноправия, может вступать в договорные отношения с другими государствами и союзом государств. Вступая в договорные отношения с другими республиками, Чечено-Ингушская республика сохраняет всю полноту власти на своей территории. Вопросы, отнесенные к совместному ведению, решаются субъектами договора на основе равноправия. Вот содержание этой статьи. Теперь я хотел бы выразить свое соображение по поводу выступления депутата Богача до перерыва. В этом выступлении он выразил тревогу, как он сказал, даже не тревогу, а его там, в общем, не понравилось ему то, что было принято вчера на общенациональном съезде чеченского народа декларация о государственном суверенитете, то есть предложение по формулировке декларации. И здесь он, на мой взгляд, сам себе противоречит, сравнивая
решения вопросов, внутригосударственных вопросов, определения статуса государства США противоречит сам себе. Дело в том, что США, устройство Соединенных Штатов и то, что мы предлагаем, зиждется на принципиально различной основе. Народы, которые образовали крепкое, сильное государство США, они имели, каждый из почти из всех прибывших туда, свою государственную, свою национальную родину. Это и англичане, и французы, и итальянцы, и так далее, и тому подобное. Однако один народ там оказался в бесправном положении. Это индейцы. Так, мне непонятно, если Бог последователен, то что же он нас сравнивает с индейцами? У нас нет другой родины, у нас только вот одна эта родина. И он должен был понять, и я знаю, что большинство русских, проживающих в республике, и не только русских, но и других, это прекрасно понимают и поддерживают нас. Эта поддержка, в этой поддержке я убедился, когда сам занимался организацией и непосредственно участвовал в организации сбора подписей, вон там, в центре Грозного. Русские, которые проходили мимо, когда им объясняли, понимали, с удовольствием подписывали, потому что они знали, что за этим следует. И они, видимо, прекрасно знали чеченские и ингушские народы, которые здесь живут, и что от них, кроме как доброжелательности, ждать, видимо, нечего. Об этом следует и история. Теперь о том, что связано, он говорит, и ряд других депутатов, в том числе и представляющих Ингушский оргкомитет, выразили, что о том, что вот мы хотим обрывать якобы все связи с Россией. Кто их собирается обрывать? Мне непонятно. Я считаю, что вот так вопрос совершенно некорректно. Обрывать связи с Россией никто не собирается. Мало того, не то что обрывать, мы собираемся эти связи укреплять. Я выражаю свою позицию вот так же, как я, мыслящих депутатов, многих. Дело в том, что каковы были сегодняшние связи, в чем смысл укрепления связи? Сегодня связи заключались в следующем. Чечено-Ингушетия была сырьевым придатком не России, кстати, а всего нашего государства, всей страны. Она была сырьевым придатком, сырьевой базой и одновременно являлась мусорной свалкой. Свалка в виде отходов промышленных, это в сотнях, тысячах тонн вредных веществ, выбрасываемых в Грозном, и в грязных улицах и так далее и тому подобное. Так что мы хотим эти связи вот такого рода поддерживать, или мы хотим сделать здоровые экономические связи, которые бы стимулировали рост производительности труда как в нашей республике, так и в других регионах. Дело в том, что неправильно понимается многими представителями, идеологами смысл государственного суверенитета. Государственный суверенитет это отнюдь не является государственной автократией, то есть замкнутостью. Напротив, это раскрытие, обнажение всех внешних границ, я имею в виду и экономических, и политических, и так далее. Закрываются страны, государства, только те, которые готовятся к войне. Мы что, собираемся воевать? По-моему, ни один человек в республике не собирается ни с кем воевать. И поэтому связи за раскрытие, только за равноправное раскрытие связи, за крепкие связи. И поэтому суверенитет государства укрепляется не изоляцией, а только раскрытием связи. И прошу вот это учитывать. Теперь следующее. Значит, здесь часто фигурирует термин. Мы против из России. Я не понимаю, зачем так вопрос ставить? Это совсем некорректно. Даже, я скажу, подло ставить так вопрос. Потому что это провоцирует. Сразу, сегодня заявляют, что я выхожу из России, то есть республика, якобы я против русских, против России. Неправильная постановка вопроса. Мы сейчас стоим на пороге подписания союзного договора. К нам обратились и парламент страны, что республики, все народы должны определиться, как они хотят войти в этот союз. Союз, только здоровый союз, настоящий союз. И по этому вопросу стоим.
хотим ли мы входить в какой-то республике, то есть можем или мы не можем жить самостоятельно, строить самостоятельно свои политические и экономические отношения с внешним миром и союзом государств. Или же мы хотим, значит, не входя в какую-либо республику, в том числе и в Россию, заключить равный суверенный договор. Я думаю, что это мысли, которые часто так входят в мир, это мысль направлена на то, чтобы провоцировать, вот, я так убежден, антирусские настроения. Я могу сослаться и на съезд, который чрезвычайный съезд. Вот депутат Коломенский знает мою позицию, я уже высказался. Я был вот в Шилковском, выражал свою позицию, где прошел этот съезд ногайского народа и терского казачества. Дело в том, что я в искренности и в желании сделать хорошее именно для своего народа, организаторов съезда, потому что они провели этот съезд явно так вот неподготовленно, вот, и представители на этот съезд не представляли всех представителей русского населения, я не повторяюсь, говорю, русского населения, которые живут вот, в Шелковском, в частности, районе. Там выступали многие представители некоторых станиц, которые говорили, что в этих станицах, где проживает 95 и так далее процентов русских, никто и не знал, что там был этот съезд. То есть, не спрашивая их, выразили эту волю. Этим самым настраивая русских против нас, а чеченцев против русских. Я считаю, что это принципиально неправильно. Никто не допустит, чтобы здесь проводилась политика на столкновении между собой, к счастью, дружно и крепко живущих народов республики. Я думаю, что в этом вопросе будет даваться отпор не только Верховным Советом, но и всеми политическими движениями, организациями, которые создаются в республике. И он дает этот отпор. И когда понимают, когда мы объясняем это дело, все поддерживают и все согласны с этим. Теперь вопрос, еще один момент такой, я бы хотел остановиться на экономическом. Я не собираюсь делать доклад по экономическому, потому что, хотя я готовился к этому, здесь находятся экономисты, профессионалы, они сделают это в миллион раз лучше меня, я еще было бы некорректно, если это делал я. Я просто остановлюсь на таком моменте. Мы на съезде позавчера обозначили, что мы имеем сегодня в экономическом потенциале, я повторяю, какой кризис экономический. Мы увидели, да мы это и так чувствовали, что мы имеем в средних показателях по экономическому потенциалу одну из ведущих позиций в Российской Федерации, но однако оказались мы на 73-м месте, на последнем месте практически по многим показателям социального развития. Разве нам такие связи нужны? Разве мы о такой жизни заботимся? Что мы провозглашаем? Выход, не выход в целях, лишь бы только сказать? Или мы хотим, чтобы жизнь народов, которые живут здесь в республике, была направлена на цивилизацию, на развитие благосостояния этих народов? Я думаю, что этот аргумент должен всех ставить в рамки, во имя чего мы сейчас добиваемся этого суверенитета. Теперь я бы попросил тоже, мне импонирует позиция во многих вопросах Исы Кадзоева. Я в подавляющем большинстве с ним согласен, может, бывают детали, но я знаю позицию некоторых представителей Ингушского оргкомитета тоже, которые безответственно заявляют, что вот мы добьемся автономии и переселим всех ингушей с Грозного в Ингушетию в автономию. Но разве так можно ставить вопросы? Опять же это противоречие, столкновение между народами. Мы не можем допустить этого. Теперь я бы хотел остановиться на таком тезисе, который вот тоже выражает суть, значит, духовную суть, именно духовную суть народов, людей, которые стоят на улице. Я бы сказал бы словами, которые вот очень удачно привел позавчера, гость нашей сессии, Абубакаров. Есть понятие нация, есть понятие толпа. Осознание данным народом, себя именно народом,
осознание своей неповторимости и отличия от других народов, готовность защищать свою самобытность – все это есть необходимые условия для национального единения и возникновения национального государства. И в этом смысле всякого рода попытки противопоставить независимость и самобытность народа его желудку, эти понятия имеют в действительности одну цель – зародить сомнения в душе народа, рвущегося к свободе, относительно целесообразности этой свободы. Народу как бы нашептывают: обретешь свободу – получишь голод, откажешься от свободы – получишь хлеб. Безнравственность всей этой идеологии совершенно очевидна. Если народ предпочитает желудок свободе, это не народ, а толпа, обезумевшая от голода. Настоящий народ готов сесть на хлеб и воду ради независимости. Толпе же нужен только хлеб. Кроме того, во всех этих попытках доказать, что данный народ не протянет без великодушного покровительства со стороны других, есть нечто от колониальной политики и психологии. Тут можно привести, как развивались народы, обретевшие свободу. Это и представители народов Африки, Азии и Латинской Америки. По-моему, примеров много. Не буду на этом останавливаться. Я просто хочу сказать, что люди, которые стоят на улице, это не толпа, а народ, это нация, представители нации, которые осознают именно свое место в истории. И это причем представители нации, которая доказала в своей истории и свой интернационализм, и свою организованность в отношении ко всем другим народам. И не надо пугать именно этим термином. Благодарю за внимание. Уважаемый председатель, уважаемые народные депутаты, мы, чеченцы-ингуши, живем в эти дни в крупных событиях общественно-политической жизни республики. Состоялся общенациональный съезд чеченского народа. Съезд прошел, на наш взгляд, хорошо. Много конструктивных идей, много поучительных примеров из истории приведено. Однако, чтобы отношения между чеченцами и ингушами, чтобы были здоровыми, равноправными, хочется сказать о крупных, на наш взгляд, издержках в организации этого съезда. В чем эти издержки заключаются? Чеченцы и ингуши являются нациями, давшими название данной республики, даже если все остальное отбросить. И тем не менее, организатор съезда, оргкомитет во главе с депутатом Умхаевым, все возможное сделали для того, чтобы не допустить участия ингушского народа в работе этого съезда. Выиграл от этого съезд общенациональный чеченский съезд или не выиграл, это судить чеченскому народу. Мы, конечно, считали бы, находясь на одной территории, в одной республике объединенных двух наций, без участия, без приглашения ингушей, этот съезд, по крайней мере, некорректно проводить. Но я хочу особенно к вам обратиться. Пригласили делегацию с Осетии. Об этом объявили в первый же день в начале работы съезда. Для чего это делалось? Хотелось кому-то ущипнуть ингушей побольнее. Я должен сказать, ничего с этого не вышло. Если ущипнули организаторы, то думают только себя. Их престиж в глазах ингушского народа от этого ни возрос. Унизить ингушей этим не удалось. И последнее, что хочу сказать по поводу, оргкомитет по восстановлению ингушской автономии ни в коей мере не относит эти маневры к чеченскому народу. И мы больше чем уверены, если бы наши делегаты узнали об этом, то они обязательно потребовали бы участия ингушей в работе этого съезда. Хочу, чтобы просто высказать, чтобы ничего не осталось на душе.
Так проводить съезды по отношению двух братских наций. Теперь хочется сказать о той проблеме, о суверенитете. Почему я это начал о съезде? Суверенитет, чтобы выработать под одной крышей, чтобы жили две нации, надо всегда бережно относиться друг к другу, к их мнению, с чувством уважения относиться к делегации и всегда помнить, что можно ранить и человека, и представителей нации, и нацию. Суверенитет в этих подобных случаях надежным, прочным быть не может. Надо изначально отказываться от нездоровых всяких моментов, прежде чем идти к большому союзу. Мне так думается. И так думает Оргкомитет по восстановлению ингушской автономии. Позвольте теперь сказать, что никаких обид не испытываем. Это мы высказали вам. Все знали наше доброе отношение к чеченцам. И будет независимо от того, как тут прошел этот съезд. И добрым братским отношением так оно останется. Уважаемые депутаты, в чем боль ингушского народа сегодня? Я бы очень хотел, чтобы знали, ингушский народ понимает правильность